Ассаламу алейкум. Так, сегодня у нас модераторы сказали, что было превью, и тема нашего разговора будет о новогоднем штурме Грозного 31 декабря 1994 года. Так, ждем наших модераторов и начинаем. Данильбек, Марш Вовил, ассаламу алейкум, приветствуем тебя в эфире. Сегодня мы уже тему обозначили, это новогодний штурм Грозного 1994 года, 31 декабря, на ночь 1 января 1995 года. Ну, я коротко сделаю вступление, Данильбек. Я хотел бы, чтобы ты все-таки был сегодня основным выступающим по этой теме. Наши зрители тебя уже хорошо знают. Ты пионер тех событий, был у истоков. Поэтому слово я тебе передам после вступления. И затем уже мы можем, каждый, кто пожелает, рассказать, если что есть на эту тему, можно поговорить. Тема не новая, о ней много чего уже написано. Есть много разных публикаций, есть видеоматериалы. Я лишь хотел отметить, что это событие уже в самом начале показало, что для России тогда эта авантюрная война, по сути авантюрная война, изначально была проиграна. Конечно же, такого упертого характера ведения этой войны у Ельцина не было, у его команды не было, то есть еще не были так сильно закручены властные гайки в России, чтобы позволить себе такое. Тем не менее, отношение к этой войне мирового сообщества уже тогда было таким. На самом деле Россию тогда спасли международные инвестиции в пик этой войны, когда она уже захлебывалась, и война продлилась еще на год более, чем она могла завершиться. Чечня, естественно, тогда непризнанная, независимая де-факто страна, не имела никакой поддержки и воевала исключительно своими силами и трофейными боеприпасами, трофейным вооружением. И все же война, как было ясно уже в первый день штурма Грозного, то есть если 2 недели российская армия продвигалась к Грозному, тогда еще не было ясно, какого характера будет эта война, но уже при штурме Грозного стало ясно, что война проиграна. И последующие 2 года с разной динамикой развития, когда где-то у российской армии были успехи, затем инициативу перехватывали чеченские бойцы, чеченская армия. В итоге, как показал характер этого новогоднего штурма, в итоге все-таки российская армия позорно проиграла и вынуждена была покинуть территорию Чечни. Это самое, на мой взгляд, самое важное отметить, чем характерно и чем важно это событие 31 декабря 1994 года, штурм столицы Чеченской Республики Ичкерия. Оборона президентского дворца, оборона железнодорожного вокзала, оборона площади Шейха Мансура и другие бои, события, которые происходили в первую неделю начала 1995 года, ожесточеннейшие бои, разгром Майкопской бригады, разгром остальных подразделений, которые входили в Грозное с 3 сторон. Единственное подразделение, которое удержалось в черте города, и то благодаря тому, что не вело активно наступательных действий, а затаилось в районе первой городской больницы. Там был кирпичный массивный забор и были массивные здания. То есть они не несли потери в штурме, они просто зашли, воспользовавшись тем, что чеченские подразделения ведут активные боевые действия против наступающих подразделений. Это подразделение генерала Рохлина. Он засел и сумел к итогу уже к концу недели, когда было понятно, что российские подразделения разбиты полностью в Грозном. Единственное, кто оставался в черте города, это были подразделения Рохлина. Это стало потом плацдармом для очередного наступления. Для следующего наступления планомерного, этап за этапом. В итоге им понадобилось
почти 2 месяца для того, чтобы взять Грозный полностью под свой контроль. И это учитывая, что российская армия, победившая во Второй мировой войне, вышедшая из Афганистана с огромнейшим опытом ведения подобного типа войны, партизанской войны, боролась с народной армией, практически с партизанами. Лишь были добровольцы, которые участвовали в конфликтах в Карабахе и в Абхазии, имели достаточно высокий боевой опыт, но это были очень малочисленные подразделения Шамиля Басаева, Хамзата Гилаева и погибшего в первые же дни бои Умалта Дашаева. Других подразделений с сильным боевым опытом не было, практически не было. Были президентская гвардия, которая больше несла охранные функции до начала войны, нежели где-то воевала и имела боевой опыт. Просто на самом деле вышли простые чеченские парни с сел и городов. Многие из них впервые в своей жизни видели оружие и сокрушили так называемую Вторую армию мира. Вот что хотелось бы сказать коротко о значимости того события, о характере того события. И хочу отметить, что я горд, тогда будучи молодым чеченцем, только что завершившим университет, начавшим обучение во втором высшем учебном заведении, оставил это учение за рубежом, вернулся и был участником этих событий. Я действительно горд этим. Все, на этом вступление я заканчиваю. Данильбек, тебе слово. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Я вас тоже приветствую всех. Раз на русском языке, будем говорить на русском. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Как сказал Жанбулат, в Грозный направились, вошли с 3 сторон 3 армии. Практически это было, я даже не знаю, с чем сравнить, но может где-то в Афганистане, может еще где-то такими силами входили, но каким был штурм Грозного, это можно, наверное, сравнить только с Берлином или еще какими-то такими-то баталиями, войнами, штурмами из Второй мировой войны. В основном первые, которые кинули на штурм Грозного, это была группировка войск, которая была выведена из Германии. В то время еще шли переговоры между Гельмутом Колем и Ельциным о выводе советской армии из Германии, а там разрушение стены берлинской между разделяющей Берлин. И Ельцин жаловался, что вот их вывести некуда, денег нету, такие дела. Он торговался с ним. И Гельмут Коль выделил в то время 9,5 или сколько-то, 9 миллиардов дойчмарок по тем временам для того, чтобы Россия ушла. И с этими деньгами они вывели, и прямым маршем они никуда их не квартировали, они бросили их в Чечню. Практически, наверное, они и планировали оттуда их перебазировать, эту группировку, как она называлась, западно-германская, не знаю, по-моему, да. Эту группировку планировали оставить в Чечне и там создать базу для этой группировки. Первый, когда попал в плен, вы, наверное, видели на этих кадрах, в съемках, это был капитан, который возглавлял этот штурм, танковый капитан батальона. И он сам рассказывал на камеру, что их вывели из Германии и прямиком бросили сюда, в Чечню, на Грозный. Как мы раньше упоминали, с запада армия под командованием Бабичева шла через хребты. Они дошли до станицы Первомайская. Это в сторону Старопромысловского, конец там. И со стороны Петропавловска или со стороны Толстой юрты группировка, видимо, это был Рохлин,
И у них было 3 направления. Удар по Ханкале, захват аэропорта Шейха Мансура и захват запада железнодорожной станции. В первые дни, первый же день, когда 31 декабря наша группа, наша группа с Министерства информации и печати, мы занимались фактически освещением, налаживанием связи, налаживанием вещания на республику. И у нас в какой-то момент потерялся видеосигнал, но мы передавали аудиосигнал через телевидение. И по всей республике подавляющее большинство слушали и знали, что происходит в Грозном. Сказать по правде, мало кто ожидал, что война, штурм Грозного будет именно таким массированным, именно с таким количеством применения артиллерии и бомбометания. Это было сверхнеожиданность, по правде говоря. И до того времени, когда они еще не начали штурм, они в течение недели бомбили Грозный. Бомбили именно те направления, по которым они должны были выдвинуться. Когда в первый этот день, наверное, не было, во второй день где-то, пришло сообщение, что в районе, как сейчас упомянул Жамбулат, в районе Первомайской республиканской больницы, там 4 танка или 5 танков, сказали, там выдвинулось. И Аслан послал группу на уничтожение этих танков. И оттуда по рации, у нас были рации, мы были в курсе всех переговоров, мы были с ними со всеми на связи. И этот командир говорит, Аслан говорит, тут не 4-5 танков, говорит, здесь, говорит, еще за ними стоят танки. Сейчас мы, говорит, зайдем сзади них. Они прошли еще где-то квартал, наверное, по параллельной улице. И он говорит, здесь, говорит, еще дальше хвост, говорит, идет. Здесь, говорит, штук 20-30 этих бронетехники, говорит. И практически они хотели зайти сзади, как обычно делают, ударить сзади и начать удар с головы, но перерезать сзади, зайти у них так и не получилось, потому что эта колонна была вытянута от Старопромысловского шоссе, прямо дошла голова их до республиканской больницы. Такой плотный, так сказать, бронетанковый транспорт у них был, один за другим стояли почти что плотные, огромное количество это было. По многим данным, в 31 декабря в Грозный ввели где-то 6 тысяч бронетехник. Это танки, это бронетранспортеры. Данильбек, извиняюсь, что перебиваю. Вот это хочу для наших зрителей отметить, что это была всего лишь одна колонна, которая заходила с одной стороны. Были еще 2 колонны техники, которые заходили с других сторон Грозной. Да, я сейчас говорю о северной стороне, которая шла колонна. Это Рохлинская колонна. 6 тысяч бронетехники было. Фактически, в первые дни боев шла такая перестрелка бронетехника и против них, которые наши бойцы, гранатометные удары. Практически применить автоматы было негде, потому что все они сидели в бронетехнике. И БТРы, и БМП, в основном БТР, БМП и танки. И я помню, как Гилаев Хамзат на телевидении сидел и говорит, мы вот сидим, говорит, и скрежетем зубами, когда же зайдет эта бронетехника. Но эта бронетехника пошла, и кроме бронетехники там практически ничего не было видно. Вот. Самая большая проблема у наших бойцов были гранатометные снаряды. Потому что практически ни один снаряд не мог быть использован не в цель, потому что у каждой группы их было максимум 10 снарядов, максимум 6-7 снарядов, пулеметы, автоматы. И пока они
не отработают по бронетехнике, и чтобы каждый удар должен был достигать цели. Ну и когда начали сжечь эти БМП, фактически там у них в комплекте, оказывается, находились и гранатометы, и сами снаряды, и начали уже с их подбитых, с подбитой бронетехники вытаскивать, получать эти пополнения боеприпасов. Там было практически считанные минуты были, пока он начнет взрываться, боекомплект взрываться. Наши ребята, когда одни подбивали, другие подбегали, заскакивали, вытаскивали из задних, открывали, и оттуда и пленных вытаскивали, и оружие вытаскивали, и боеприпасы вытаскивали. И бывало даже некоторые споры были. Мы подбили, это наши, это вы забрали наш боеприпас. За трофеи И спорили. когда такой узнали, что в БМП находится много боеприпасов, гранатометов, пулеметов и этих автоматов, уже были охотники, которые будут изымать это оружие у них. Даже те, у которых в руках не было оружия, они с ребятами, которые вооружены, с ними сидели и ждали вот момент, когда можно растормошить эту бронетехнику. Нужно отметить одну вещь, что интересно было. 31-го, когда начался штурм, у нас 2 экипажа было, на 2 машинах мы по 2 человека были. Мулади Удугу и я были в одной машине, и Ширвани, и Абу Башир были в другой машине. Мы на 2 машинах ездили, это 6-ки. Мы где-то были, и нам сообщили, что штурм города начался, и мы поехали в город. Мы со стороны Бакинской трассы через, как называется, пригородной, оттуда заезжали. И там есть такой один дачный поселок. И когда мы к нему подъехали, вот город здесь за городом, это было ясно, это было где-то 12 часов или час дня, уже в городе бои шли. Над городом висел такой черный смог. Это не дым был, но это было такое, прямо как с черты города, начинался этот смог, темная туча такая висела, сплошная, на весь город, оказывается, было. И я заметил, когда мы выезжали, здесь солнце, а там над городом это темень была, если так сказать. И все эти первые 2 недели, даже больше, наверное, эта темень не уходила. Там стоял туман, и это темень. И практически очень сильно эта чернота мешала русской авиации, вертолетам работать по целеуказаниям, где это были. Визуально они работать не могли практически. И эта темень очень сильно помогала нашим бойцам, чтобы они могли подкрасться к этой бронетехнике. Наших бойцов выручал только контактный бой, потому что в другой ситуации ни в каких условиях чеченские бойцы их технику солдат достать не могли, если бы не было так. И вот это, как говорят они, узкие улочки, но в Грозном не узкие улочки были, особенно эти проспекты, они очень широкие, где-то 30 метров, 40 метров, может и 50 метров где-то. Они широкие проспекты с аллеями внутри, с двухсторонним движением на, как это называлось, не знаю, Маяковского проспект, что ли, на железнодорожный вокзал, который шел. Он тоже был где-то метров в той части, где было МВД, бывший КГБ, эти кинотеатры юбилейные. Он был очень широкий. Там они шли, на полной скорости шла бронетехника, на полной скорости они летели, они проскакивали даже до центра города, до президентского дворца, но их там жгли. И там жгли, и на подходе жгли. И самое большое сражение, которое в первые дни развязалось на вокзале, это уничтожение 31-й Маяковской бригады. Съемка, которая там была, я сейчас не нахожу ее в интернете, в Ютубе, может, они почистили ее. Бронетехника, которая запрудила привокзальную площадь, они стояли как будто припаркованные. Другие свежие танки или БМП не могли проехать из-за подбитой техники. Они были просто вплотную стояли.
И вот наши бойцы там со здания, с крыши или в самом здании этого вокзала, они вели бой и прямо на железнодорожных полотнах, и сзади, где там были склады или технические здания. Где-то за эту ночь, первую ночь, практически основной удар по Маяковской бригаде был проведен, это 31-го. Они 1 января на утро, это было страшное зрелище. Я помню, приезжали с Дагестана, молодые ребята были, это операторы, они снимали, у них глаза на лоб полезли, говорят, видите, это невозможно так поверить, что столько техники разбито и сожжено. Вот. И основной такой театр сражений проходил именно участок вокзал со стороны проспекта Победы, который потом был назван проспектом Атургана, по-моему, и Дом пионеров, дальше это один круг, и филармония, и вот этот больница республиканская. Они туда зашли, они взяли в заложники медперсонал, который там был, которые были, лечили наших бойцов. Я сейчас не помню, попали ли в плен наши раненые, по-моему, их вывели оттуда. Вот этот пятачок, который, можно сказать, ну, максимум 500 метров в ширину и 1 километр в длину или 1,5 километра в длину, это южная, северная и западная сторона. В течение почти что первого месяца боевые действия шли там. Все новые и новые бросали русские туда свои подразделения, туда подтягивались наши бойцы. И именно на этом участке, на этом таком пятачке основное понесли большие потери российские войска. Ну, в общем-то, первые дни вот так проходили. Да, Денбек, это больница не республиканская, головная, по-моему, первая горбольница там была, вот, я помню, с длинным забором, я тоже там в какое-то время в детском отделении лечился еще в школьные годы. Ну, по-моему, тогда она была республиканская больница, потом республиканскую назвали, другую перевели, да, сейчас не припомню это, но я помню, называлась когда-то на первая горбольница называлась. Да, первая, основная, потом республиканскую сделали, назвали. И вот, ну, Рохлина они потом сделали героем, на самом деле, но его геройство такое относительное. И вот мы в прошлом эфире, когда говорили о дате начала войны 11 декабря, я отметил, что для меня самое важное это то, что чеченцы имели как бы вообще смелость выйти против этой армии. Вот это свойство сегодня тоже важно отметить. Вот те ребята, о которых ты говорил, которые спорили за те подбитые БТРы, и прям это же большой риск ворваться в подбитый БТР, там остаются живые или даже раненый солдат, представляет очень большую опасность. Когда ты в него врываешься, он зажат, и у чеченцев есть пословица, даже мышка, зажатая в угол, кусается. То есть раненые, зажатые в подбитом БТРе солдат, это очень большая опасность. Ну, почти что безоружные, с ножами, топорами ребята, сельские чеченские селения, приехавшие добровольцы в Грозно, они прям врывались сюда, чтобы добыть себе оружие. И после подбитых первых колонн, ну, первые танки у них прям взлетали башни, да, на высоту 5-этажных домов. Где-то был случай, что башня просто перелетела через переэтажку. Это взрывалась вот эта кассета, которая... Сама конструкция российских танков Т-70 такова, что если ты удачно попадаешь между катками гусениц вот, в отдел этой кассеты, да, и взрывается весь боеприпас танка, тем более, если он еще не был израсходован, и башни просто вот взлетали на такую высоту. Но это было действительно такое грандиозное зрелище войны, ужасное зрелище. И на самом деле вот эти эффекты, да, которые вдруг вчерашние мирные жители видели в Грозном, они еще больше вселяли уверенность в себе и мужество
тем, кто обороняли Грозный, что такое возможно. Ведь по идее российского военного руководства мирные граждане и небольшая кучка приспешников Дудаева, как докладывалось в Кремле, должны были разбежаться при виде вот этой армады. Гибридные методы, которые были использованы 26 ноября 1994 года, когда также в Грозный зашли с 3 сторон российские танки, но их было количество меньше, по-моему, 60, где-то 70 единиц бронетехники. Им казалось вначале, что этого достаточно, чтобы просто сломить волю, политическую волю или устремление к свободе чеченского народа и политическую волю чеченского руководства. На проверку оказалось, что это не так, но это не отрезвило политическое и военное руководство России. Это и только больше разозлило. И вот эта атака 31 декабря на Грозный, вот как отметил Данильбек, я не берусь судить о количестве техники, но я сам участник тех событий. Я помню, в тот день я был у себя в родном городе Аргун и видел по телевизору, что выступает Джохар Дудаев и говорит, что те, кто хотят как бы на новогоднее празднество, у нас в центре города стоит елка, пожалуйста, приходите. Те, кто готовы защищать родной город, приходите, здесь есть место тем, кто хочет отдать долг своей родине. Но с такой немножко шуточной, иронической форме он показывал, что на самом деле это поведение Джохара тогда многим было непонятно, но он показывал, что он не растерян, что он не сломлен, что для него что праздник, что война – это одно и то же. И это действительно очень воодушевляюще действовало по крайней мере, на молодежь чеченскую. Конечно же, те, кто были повзрослее, относились к таким высказываниям критически. И вот я уже с другом, я много раз рассказывал, у меня есть один записанное видео, как мы с другом выдвинулись в Грозный, что преодолевали, и до начала штурма мы оказались в Грозном. На самом деле бомбежка города уже шла, мы это все слышали, видели. Действительно, как отметил Данильбек, стоял вот этот смог, он стоял очень долго, и у нас была проблема с питьевой водой, мы топили снег, чтобы добыть питьевую воду в первые недели грозненских боев. И проблема была в том, что весь снег был черный от смога, да, от осевшего вот этого смога. И у нас просто не было выбора. Мы топили этот снег, давали осесться, и на дне наших металлических посуды, там на дне прямо вот этот весь смог оседал, и мы пили вот эту воду, потому что жажда была страшная в эти дни. Голод не ощущался, но была страшная жажда. И если взять вот эти эмоциональные какие-то восприятия тех дней, но это тоже важно, да, это человек, который события событиями, запоминаются эмоции. Стоял какой-то непонятный гул над городом. Вот идет бой, и когда на какие-то мгновения бой приостанавливался, то есть вот эта стрельба, взрывы приостанавливались на какие-то мгновения, и опять он начинался, и вот это мгновение ты слышал, что над городом стоит какой-то непонятный гул. Такой. И непонятно было, откуда исходит этот гул, но он такой зловещий, вот этот гул, все время стоял в ушах над городом, немножко такой тяжелый, да, такой угнетающий гул стоял. Возможно, это от того, что вот горели газовые линии, где-то прорванные газовые линии, и они от искр, которые при пробитии этих труб выделялись. Я не знаю, что, но точно я знаю, что никто не поджигал. По всему городу вот горели вот эти линии газоснабжения, горели заводы нефтеперерабатывающие, горели нефтехранилища, много чего горело в Грозном. Возможно, этот гул стоял от этого. Но когда останавливался бой, вот отчетливо слышен был этот гул, и вот этот смог, который стоит над Грозным, впечатления были не самые такие веселящие, да. При этом настрой чеченских бойцов, подбитые танки, и уже, я помню, шла команда бейте так по технике, чтобы она не сгорела полностью.
Потому что когда все сгорает дотла, особенно танки, оттуда нечего было взять. Была критическая нехватка боеприпасов. И уже когда начали вытаскивать, ну, именно в БМПшках, там было отделение мотострелков, и на 10, на 11 бойцов, вот там в звене отделения обязательно должен был быть свой пулеметчик и гранатометчик. И вот самое ценное для чеченцев было вот эта единица гранатометчика, которые, если смогли уцелеть вот эти выстрелы для гранатомета, припасенные для этого бойца, гранатометчика, это становилось просто как бы, ну, сокровищем для чеченских бойцов. Оттуда обычно вытаскивали 2 сумки для запасных выстрелов. Это сам гранатометчик с 2 выстрелами и его второй номер с 3. И еще в ящиках лежали энное количество вот этих гранатометных выстрелов. Вот это было самое драгоценное для чеченцев, потому что техники было очень много, от нее просто было некуда деться. И Данильбек отметил, я вот то, что видел и на центральной площади напротив президентского дворца, и в районе там парка, за эти дни я успел побывать, потому что нас постоянно перекидывали в разные горячие точки, где не хватало людей. Бывало, часто делали запрос и перекидывали с места на место бойцов. То есть за эти дни я успел побывать и по улице Первомайской, и на центральной площади, и в районе железнодорожного вокзала. То есть везде там была просто скученная, лежащая даже друг на друге от того, что взрывались техника, и одна техника там бочком или же вверх тормашками лежала уже на другой подбитой технике. Вот такова была картина. Ну, что можно сказать, что деморализация российских солдат, ну, когда удавалось кого-то вытащить из техники, была полнейшая. Они абсолютно не ожидали, что будет дан такой отпор. Тем более это был отпор не регулярной обученной армии, это был отпор чеченского народа, добровольцев. Не было ни одной повестки. Это люди, которые, ну, о подразделениях, которые были боеспособны, мы говорили, это абсолютный мизер. Они назывались громкими словами, там, бригада, батальон. На самом деле их численность не доходила зачастую там больше роты. То есть 100 человек это уже там или бригада, или батальон, у них такие громкие были названия. И в совокупности вот это основной костяк, который дал первый отпор штурму вот этих огромной российской армады, то есть имеется в виду костяк боеспособных людей, не превышал 300-350 бойцов. Остальные уже были неопытные, просто, ну, люди, мирные жители, которые просто стекались ручейками со всех ближайших чеченских сел. Они довели численность обороняющих, там, может быть, до несколько тысяч человек. Они в бою добывали себе оружие и боеприпасы. И они создавали отличный фонд для вот этого костяка, 350 максимум бойцов, которые действовали профессионально, слаженно, четко. Ну, им нужен был вот этот фонд, который был от добровольцев, которого называли индейцами, шутя, потому что они своими незапланированными, неспланированными действиями вводили недоразумение российское военное руководство. То есть они могли появиться на любом участке, с любого, как бы, из фланга, из тыла и из фронта, могли начать беспорядочную стрельбу, и российская команда просто не знала, как, где, с кем оно борется. Уже вот эти опытные подразделения, они наносили очень чувствительные удары, ответные удары по российской атакующей вот этой армаде. Вот, ну, таковы были как бы на первые дни вот эти бои. К 19-му, как Данильбек отметил, что вот эта полоса длиной в 1,5-2 километра, шириной 500 метров, вот, бои на этом участке продлились вот с ночи на 1 января, с 31 декабря, и до 19 января, насколько я помню. 19 января был уже оставлен, не взят штурмом, его штурмовали, его не могли взять. Все это байки российских военкоров, как говорится, да, и российской военной пропаганды. Взять президентский дворец так и не удалось. Его бомбили глубинными бомбами. Одно крыло бомбы, которое проникает в подвальное помещение,
так как было известно, что президент находится в дворце, он его не покинул. Это еще как бы, ну, одно из достоинств нашего первого президента. Он не просто там пошутил на телевидении, сказал, кому елка, кому война, и сбежал. Это достойнейший президент, который был верен своей присяге и оставался в президентском дворце во время этих боев. Его практически заставили его покинуть. Он сопротивлялся, и все его окружение сказало, что гибель президента плохо скажется на моральном духе чеченского сопротивления. Его просто заставили покинуть этот президентский дворец после того, как глубинная бомба достигла подвального помещения, но, к счастью, президент и его окружение оказались в другом крыле президентского дворца. И после того, как покинул его президент, там остались последние бойцы, там остался начальник генерального штаба Аслан Масхадов, там остался вице-президент Зелимхан Яндарбиев, то есть какое-то руководство еще оставалось. И еще какое-то время шла оборона президентского дворца. Его взять штурмом так и не удалось бравым российским солдатам. Там были и спецподразделения, там были все практически. Все специально подготовлены для этого штурмовые бригады. Если чеченцы как бы добровольцы приходили... Насчет этого момента я немного тоже добавлю. Да, я сейчас заканчиваю, Данильбек. Мгм. То есть этот президентский дворец, когда покинули 19-го, уже чеченцы отошли за линию реки Сунжи, то есть полгорода как бы пришлось оставить. Ну и весь следующий конец января и февраль чеченцы оборонялись уже в той части города. Это просто позор брать Грозный у партизан в течение 2 месяцев. Ну, действительно, подобного, я не знаю, наверное, не было нигде после Второй мировой войны. И вообще, как бы, впечатление о Грозном послевоенном, после Первой войны, после Второй войны, это был самый разрушенный город на тот момент после Сталинграда. Сегодня, конечно, мы видим в Украине полностью стертые с лица земли города, но тогда и вплоть до начала масштабной войны в Украине, вот это был пример самого разрушенного города в мире после Сталинграда. Данильбек, я передаю слово, говори. Хочу я отметить один момент, когда русские входили танками в город. Это была довольно-таки широко испробованная тактика. Везде она приносила успех, и везде она давала положительный для них результат. В Чехословакии, Венгрии, где бы там ни было, везде танки в городе решали исход войны. Потому что танк – это страшно большая машина, которая гремит, которая стреляет, из которой стреляют экипаж огнестрельным оружием. И БМП, которые там, как мы уже говорили, кроме водителей, там сидят 11 стрелков. Они по бокам, у них эти высунутые через дырки оружия, и они на все стороны строчат. Поэтому те, кто обороняется, для них это ощетинившийся и изрыгающий огонь во все стороны, это колонна. Поэтому подобраться к ним практически бывает невозможно. Но дело в том, что вопрос решается здесь уже, когда люди не бегут от него, а подожгли 1, 2, 3, уже у тех, которых в машинах, начинается страх за себя. Одну машину подожгли, вторую подожгли, там они же, у них реакции были между собой, и они всегда кричали: нас подбили, этот горит, комбат горит. Полное в радиоперехватах у Масхадова в штабе, в подвальном помещении этого президентского дворца стояли эти рации, как они, 45-ки, по-моему, назвали их, эти военные рации еще с тех пор, которые большие, квадратные. И на всех каналах наши сидели и слушали их. И было видно, что у них сильнейшая паника. Они практически в действительности, они не ожидали, что будет такой плотный ответный огонь. И что гранатомет может такую махину сжигать. Но гранатомет сжигал не каждый снаряд, а те, кто кумулятивные снаряды были, те, кто броня посильнее. И кумулятивных снарядов было очень мало. Но остальные БМП, БТР, особенно БМПшки, обычные гранатометы, гранатометные снаряды жгли. И основной такой людской состав был в этих БМП, потому что там их было по 11 человек, а в танке, по-моему, максимум 4 их было. Вот. И
В этой ситуации, когда одна сторона видит, что их жгут, другая сторона видит, что их удары достигают цели, тогда начинается с одной стороны ажиотаж, с другой стороны паника. Фактически там же сидели призывники, которые, ну, не 18-летние, как они говорят, а уже по 20 лет, за 19 лет, и уже которые служили в армии, они являются не просто сами по себе, они являются каким-то частью какой-то военной машины. Их учили, как куда идти, куда стрелять, и они так и подчиняются. А против них, которые сражались, были такие же молодые ребята, но которые не в какой-то системе армейской и не в механизме какого-то войсковой. У них на поле боя должна быть своя смекалка и как им сделать, как им подобраться. А все эти байки о том, что эшелонированные или там оборона, да полное вранье. Ни одного заградительного сооружения не было. В городских ситуациях не было ни одного окопа, ни одного заграждения. Где-то там на дороге были, где стояли наши посты, поставлены какие-то бетонные блоки, которым танку не стоит ничего просто снести, как фишки. Так это происходило. Окоп единственный был в начале, еще до того, как не вошли в Грозный, это на хребте под Первомайском, где стояли российские бронетехники войска, окопались они, и против них тоже окопались, ну, где-то, может быть, метров 100-200 максимум. Это было за все это время выкопанные окопы. И то это недолго было. И вся эта война шла, как сказать, в полный рост и лоб в лоб. И в этой ситуации здесь в действительности исход решал не просто как-то военная техника, а тот, кто более устойчив был на ногах и в сердце. И здесь у чеченцев не было места, куда отступать. И наши ребята были дома. И сказать по чести, ихнему мужеству такого примера найти практически невозможно, потому что человек, который вчера пришел в боевую ситуацию, молодой парень, который только взял гранатомет или пулемет, и он, не знаю, как в фильмах стоит, как железный воин, день, два, три, четыре, неделя, две, три, без отдыха, без сна. Если поспит, он чуть-чуть где-то прикорнет. Если покушает что-то перехватит. И на голодный желудок, и с жаждой они сражались. Был такой один момент, когда против мэрии находилась такая гостиница, красная называлась она. Ну, такая двухэтажное кирпичное здание из красного кирпича. На берегу Сунжи. И перед ним вот этот мост, дорога, угол Саумина, и сзади была мэрия Грозненская. Вот эту мэрию заняли русские, и оттуда шла вот перестрелка, против них стоял этот гостиничный домик. Там были ребята из Алхан-Юртовского джамаата. Рамзан его звали. Он бывший участник войны в Афганистане. Я знал. Да, и он говорит, наверное, надеюсь, что Аллах простит меня, что я воевал в Афганистане против афганцев, я буду теперь, что я воюю против этих оккупантов. Он в один вечер пришел, когда уже Аслану штаб пришел, и он говорит, у меня, говорит, там 3 ребят осталось, говорит, всего у нас. 2, говорит, очень голодные и обмороженные. Я их сейчас вернусь и пришлю к вам сюда. Дайте мне хоть пару человек для помощи, если у вас есть, говорит. Если у вас нету, делать нечего, я и сам там буду, говорит. Он ушел один туда, и 2 он отправил, потому что они уже изнеможенные были. И он один там остался. Но к нему потом послали ребят. Но факт в другом. Он даже один оставался и не собирался оттуда уходить. И когда русские штурмовали вот этот центр,
практически они даже еще на подходе, когда они были возле этого Первомайской больницы, а против них стояло наше подразделение в корпусе нефтяного института и в пионерском доме, не пионерский, как он назывался, Дом пионеров. В Доме пионеров была более сильная защита, потому что старое здание было, оно из кирпичной складки было, наверное, там 2-3 кирпича, стены были широкие, толстые. И они очень много, именно вот Хаттунинский, Таузенинский и Алханюртовский жамаат, вот этот центр занимал в одно время. Практически даже под конец, в первые дни и до выхода через Сунжу. Где-то, я не знаю, но полностью всю эту группировку, которая с той стороны напирала, сдерживала и укладывала их из бронетехники и пехоту где-то человек 20-25 максимум. Больше их не было. И места не было, где бы они могли находиться. И послать там людей тоже не было. В другом месте, со стороны рынка, центрального рынка, где был, не находясь на связи с центральным штабом, был Джамаат Фатхи. Они там, мы слышали, как они где-то что-то воюют там, что-то делают, но, я не знаю, позицию такую, как общей вот этой линии, они не держали, но они где-то там с тыла заходили, там, где их вообще не ожидали, они наносили удары по русским и отходили. Они такие были, как кочевой такой у них подразделение было. Вот. А ситуация, которая была в самом президентском дворце, в подвале, как он упомянул, Джамбулат, там находился штаб, там находилась столовая, там находился этот лазарет, так сказать, типа первую помощь оказать. Там находился склад этих боеприпасов, там находился в одном из помещений кабинета Зелимхан Яндарбиев. Потом несколько раз Джохара, когда его отправили, он возвращался туда, он не мог сидеть на одном месте, он приезжал, потом уезжал. А все это время самая большая проблема была, если с позиции взять первую такую линию, вторая опасная ситуация была подвозить боеприпасы и вывозить раненых, потому что вся эта территория обстреливалась, вся эта территория бомбилась, особенно они наносили минометные удары. Он сверху бьет, и 120-й полковой миномет, он очень большие разрушения, и он опасный очень, потому что, как говорили, у него разрывная волна, если ты лег на землю, то она где-то в эпицентре метров, наверное, 20, идет над землей где-то 20 сантиметров от земли. И если ты в этой зоне, то даже лежачего они уничтожали все, что есть. У него как-то елочка, она расходится. Большой снаряд или большая бомба, у него разрыв 45 градусов разлетается. Если даже попадет бомба у тебя метров 20 от тебя, ты лежишь, ты можешь оглохнуть или что-то контузить, но осколки могут не попасть, если не сверху, которые осыпаются. А эти полковые минометы 120-е, они были очень опасные, они очень много наших ребят положили, ранили. Тяжело было с этим. И поэтому вот этот переход через этот мост, через Сунжу, это был самый опасный. В одном моменте, я сейчас не знаю, есть ли это на съемке, я как-то видел, но от минутки шли, где-то около 1000 человек, наверное, было. По двум сторонам они с двух сторон шли, вот эти ополченцы. Но когда дошли до этого ресторана «Океан» и до берега, и до этого моста, там был такой плотный огонь, что все залегли и не могли нормально переходить. Даже до этого, когда мы шли, были обстрелы возле Абу-Башир магазин называется, он возле 16-этажки, там, где спутник магазин был, по-моему, этот, возле перехода подземного. Нам всем пришлось залечь, потому что очень плотный артиллерийский огонь шел. Но когда дошли до этого моста, уже многие начали обратно идти и рассасываться.
И на этом мосту стоял Шамиль и говорит: идите, говорит, сюда. Вот я стою здесь. Он рисковал жизнью, чтобы их подбодрить, чтобы они могли перебежать. И какая-то часть, человек 30, 40, 50 перебежала через мост. Но очень многие вернулись, потому что в этот момент пройти было очень трудно. И такая же ситуация, вот этот плотный огонь, вот этот пятачок, он был все время. Но не было момента, чтобы обстрел когда-то прекратился. И вывозить, например, даже наши раненые, когда вывозили, был один из МТЛБ, наверное, Жамбулат помнит, он постоянно раненых вывозил, проскакивал через этот мост. Ему нужно было, например, когда за раненым он едет, он со стороны минутки, когда ехал, подъезжал к этому Дзержинке, остановка называлась, и разгонялся на полную скорость. И когда он доходил до угла президентского дворца, где он был, налево ему нужно было повернуть, как он проскакивал мост, ему нужно было круто на 90 градусов повернуть налево и, проехав метров 100, заскочить за здание президентского дворца. Вот эта сторона, вот этот пятачок, меньше туда попадало артиллерии, потому что все шло с восточной и северной стороны обстрел. С западной стороны обстрела столько не было, потому что Майкопская дивизия была разбита, они откатились назад, и они их отбросили практически до этого, дальше за вокзал, где-то за километр с лишним. Вот. И в этой ситуации вот эта дорога практически, она была единственная, где можно было подвезти продовольствие, медикаменты и боеприпасы. А боеприпасы быстрее кончались. И раненых людей там же нужно было выводить. И в последний один раз на этом МТЛБ, который парень ехал, вывозил наших ребят. Там, кстати, был раненый и в этом БМП из Хаттуни Апти Тагиров. У него где-то в живот попало, ранен он был. Они были на позициях в Доме пионеров. Там же с ними был и Апти, Сулум Хаджиев, они в одной группе были. Вот. И раненый там тоже был, Халимов Ислам. Их когда вывозили, они были в одном этом МТЛБ. Гранатометчик русский попал прямо в отсек водителя. У него под ноги попал зажигательно, и он загорелся. Водитель загорелся, и он кричал «Аллаху Акбар», и он сам лег на эти газовые рычаги, чтобы не остановить МТЛБ. Он горел, и он проскочил через этот мост, и она ударилась, МТЛБ ударился где-то в районе этого остановки Дзержинского. И эти ребята оттуда выползли. И им пришлось по этим осколкам разбить. Там фактически ногу положить негде было без разбитого кирпича, осколка или другого. Вот в такой ситуации опасно это было. Этот парень погиб, но погибая, он все-таки вывел это МТЛБ из-под этого огня. Вот такая плотная ситуация, очень тяжелая была. И вот когда уже выходили, Аслан дал указание, что сегодня ночью, это было, видимо, на 19 января, переходим через Сунжу. Некоторые подразделения оказались без связи. И где-то 2 часа ночи, не помню, или, может, час ночи, или раньше было, Шамиль Басаев уходит на связь, и он говорит: да что это такое, говорит, мои ребята, говорит, остались в доме мода. Он сказал, где-то или 7 человек, или больше их было, где-то 11 было, не знаю. Никто их не предупредил, говорит. Но, видимо, у них или отключенная связь, когда так было, когда это было. Они остались там. А русские зашли, уже прямо к площади подошли. Площадь, вот этот президентский дворец, туда метров 50-80. Они в этом здании сидели на первом этаже. И в старом детском, это старый детский сад, детский мир назывался, магазин. Напротив был музей, старый музей. И там они сидели. А эти ребята из подразделения Шамиля оказались где-то в метрах 200 за спиной
уже у русских. Русские сюда подошли, наши вышли, а они там остались. Я к чему это хочу рассказать? И он с ними связывается. Он говорит, Шамиль говорит этому командиру, который, я сейчас не помню, не знаю, как его звали. Найдите, говорит, там в канализации, говорит, можно прямо, говорит, наверх пройти и незамеченными. А то русские заняли, говорит, все это место, вы, говорит, сможете пройти. И тот, который с ним разговаривает, командир, говорит, что, говорит, в грязную канализацию, говорит, лезть. А Шамиль говорит, да нет никакого стыда, говорит, это давно не работает, это же война, говорит, надо как-нибудь использовать любой. Выходите, говорит, пройдите через эту канализацию, говорит. Она прямо, говорит, под этой улице идет наверх сюда, и так вы можете выбраться. Он говорит, Аллах, говорит, мы никакую грязную канализацию, говорит, не полезем, мы прямо поверху пойдем, говорит, и если сможем, пробьемся, если не сможем пробиться, мы тут ляжем, говорит. И все, он отключил рацию, и опять через какое-то время Шамиль вызывает его, вызывает он, раз, а потом включился опять. Ну что у вас, говорит, там, это уже где-то 2 часа ночи. Сейчас, говорит, через час, 2, 3, сейчас начнется, рассвет начнется, еще неизвестно, что там русские предпримут. Выходите, говорит. Он говорит, мы добрались, говорит, сюда, до этого старого детского мира. У них как получилось? Они когда шли, те еще сидящие русские в этих зданиях, они не знали, кто это идет там ночью. Все же в каких-то непонятных одеждах, сами русские были все замызганы. Ну, они как шли, они открыли огонь по этим, которые сидели внизу. Часть их побили, часть их сбежала на верхний 2-й этаж. И он говорит, мы сюда, говорит, так, с огнем заскочили сюда, говорит, человек 5-6 их положили, говорит, остальные наверх. Мы, говорит, снизу, они, говорит, сверху. Они, говорит, сидят, говорит, не двигаются. Мы тоже пока сидим, говорит. Говорит, давай, говорит, выходи. А где русские, говорит? Я, говорит, не знаю. Я тут стою, говорит, на площади, ни одного русского я, говорит, тут не вижу. Они на площадь не подошли, говорит. Они все там, где сидят. Самые близкие, где они подошли, вот те, которые мы атаковали, говорит. И вот они практически через эту пустую площадь вышли и прошли. А русские еще на завтра, 20-21, где-то, по-моему, еще 2 суток они не подходили к этому президентскому дворцу. Они что-то там ожидали. Была еще ситуация, когда в бывшем здании КГБ, ДГБ называлось, там тоже вышли ребята, подразделения вышли, но, оказывается, были те, кто остались, спал там где-то кто-то. И мой один знакомый, даже родственник это мой, он, говорит, вышел уже на 2-й день. Эти пришли, где мы были, я говорю, а где этот товарищ с вами был? Мы его, говорит, его потеряли. Как потеряли? Ну, говорит, мы когда выходили, мы искали, не нашли. Ну, в какой-то комнате сидел, лег себе спать и заснул. Эти ушли. И потом один вышел, он пришел. Я к чему это? То, что они говорят, они штурмом взяли, это дело абсолютно ничего не было. Как сказал Джамбулат, оставили позиции. Тогда и даже не сразу они зашли. И в ситуации, когда эти бои шли, наши ребята оставили только те позиции, когда у них не было уже боеприпасов, они заканчивались, и они занимали только те позиции, которые наши оставили из-за боеприпасов. Они все открывали все новые и новые, и эти участки приходилось закрывать. Если группа 15 человек, когда русские с другой стороны начинали заходить, эту группу приходилось делить и пополам их распределять на эти участки. Такая очень сложная ситуация была, потому что первые дни, недели, которые были сильные бои, 2 недели, наши тоже потеряли много бойцов. Поэтому подход, даже когда подходили, уже времени даже не было обучать их. Раньше хоть 3-4-5 дней как-то обучали их где-то там, что такое затвор, что такое снаряд, что такое пулемет, сколько куда стрелять. И посылали на позиции. А здесь уже, которые подходили, они практически совсем новые были. Почему? Потому что сейчас говорят, что какие-то подготовки были. Наши ребята последние 20 лет даже нормальной армии не служили.
в российской армии даже когда были. Чеченцев всегда только в строительные батальоны посылали. Очень редко, которые были в каких-то войсках. И вести разговоры о том, что подготовлены были, там армию прошли, этого абсолютно не было. Единственное, как сказать, свои стены помогают, положились на Всевышнего и не надеялись выжить, а надеялись как можно больше урон нанести и сколько смогут простоять. У тех, которые пришли, у них была задача, не задача, они думали, сейчас как громыхнем, все побегут. И мы достанем свои парадные формы, которые действительно привезли в своих этих транспорте, у них были парадные формы. Вот, но использовать их не получилось. Данильбек, проблема была в том, что когда они шли, они их же психологически накручивали, что вот вы войдете, и там, ну, разбегутся, да, вот эти бандиты дудаевские. Дудаевцами там тогда называли, очень такой в ходу был термин, да, дудаевцы. Как будто чеченцы есть как бы сами по себе отдельный народ, это такая пропаганда у них была, а есть какие-то там страшные дудаевцы, которые угнетают этот чеченский народ, и вот они идут спасать чеченцев от дудаевцев. Ну, эти технологии мы сегодня видим, да, и в Украине, и в Грузии это было, и в Сирии это было, как они называли, законное правительство Асада. Они там только были самые правые, все другие, кто там участвовали в конфликте, они были неправые. Но всегда российская пропаганда на таком высшем уровне, так скажем. И когда оказалось на практике, что никто от них не бежит, нет никаких дудаевцев, есть чеченский народ, который они как-то накручивали, все взваливая, всю ответственность за разрушенную после развала Советского Союза экономику, плановую экономику, да, все эти беды вот этого развала они как бы сваливали на плечи Дудаева, ставили его ответственным. И были какие-то, да, непонятки до начала масштабной войны, но когда российские войска вошли, для всех, ну, для самых простых даже обывателей, не понимающих ничего в политике, было ясно, что это все были игры российских спецслужб, что они просто хотели рассорить чеченцев. И мы же помним тогда, многие так называемые неидейные, да, оппозиционеры, в кавычках оппозиционеры, которые были в оппозиции Дудаева, они поняли всю эту российскую игру. И много было тогда бойцов из селений, из добровольцев, которые были в заблуждении до этого момента, а тут просто народ вышел воевать, никакие не дудаевцы. И народ сокрушил эту армию. Вот когда им начали давать, я хотел к чему прийти, вся их картина, она сломалась в тот момент, когда они почувствовали отпор. И тогда уже они не знали, что делать. Конечно, если они зашли бы, вот эта вся громада, и все разбежались, они пролили бы больше чеченской крови. То есть вот это... Конечно, они пролили да, бы. хищник, они готовили на всех вагоны, и куда Макар телят не гонял. Хищник, который чувствует слабо жертву, его, наоборот, это как бы больше сподвигает тому, чтобы пролить большую кровь. А тут мы помним слова Рохлина, который говорит, тут еще надо посмотреть, кого здесь обижает. То есть он в смысле, что обижает российскую армию. Это было вообще смешно с уст российского высшего как бы генерала, да, высшее должностное лицо в армии. Он сидит в подвалах Грозного где-то и жалуется военному руководству, что их обижают чеченцы. Они пришли туда с армией, с армадой, и, понимаете, их обижают там. Вот там, вот в этом... Невзорова, помнишь, который пришел туда, он пришел сделать бравурные репортажи, и он, когда увидел Рохлина в этом бункере, и взрывы, он говорит, у меня такое впечатление, как во Второй мировой войне сидят под обстрелами. Такая тяжелая, гнетущая ситуация. Да. У него бравурно не получился, ни у него, ни у этого. Не, бравада не получилось. Ну, если в первый день вот это было крушение российских армад, которые шли колоннами, еще нужно отметить момент. Они считали, что ошибка, что пошла бронетехника без сопровождения, без сопровождения пехоты, так скажем, да. На самом деле пехота была, но что могла сделать пехота?
Чеченцы ждали как раз-таки, чтобы пошла пехота и был контактный бой. Для чеченцев проблема была в технике, в авиации, да, в дальней артиллерии, которая била издалека. То есть то, чем не могли чеченцы ничем ответить. Техника, ты отметил, что там у БМП и БТР есть бойницы, там даже каждый солдат может отвечать огнем, не только сама техника. И достать за броней солдата из автоматов тоже проблема, если у тебя нет гранатомета. И гранатометы, это, чтобы сегодня понимали, это тебе никакие не дроны, да, которые ты... Ну, если там 2, 3, 4 дрона могут стопроцентно сжечь технику, то было, что и 7-8 выстрелов из гранатомета не сжигали технику. Это не такой... Конечно, он же должен под 90 градусов угол попасть, чтобы его Да, пробить. это, А так рикошетом уходил. Если Джавелин там, если ты навел, и он как бы вот этот датчик или компьютер поймал, и он стопроцентное попадание, стопроцентное как бы уничтожение техники, то никаких стопроцентных гарантий тебе из выстрела гранатомета нет. Ты должен подойти настолько близко, чтобы ты был уверен, что ты попадешь в нужную точку, в нужную слабую точку этой техники, чтобы она сгорела. То есть я не хочу, каждая война имеет свои особенности, каждая война имеет свои нюансы, каждая война по-своему сложна и ужасна, но в той войне для чеченцев определяющим было вот это мужество бойцов, которые иначе просто не могли никак достать врага. Нужно было подходить настолько близко, настолько к опасной ситуации, да, техника, которая, ну, я не знаю, вот представить себе, что ты должен подходить на 30, на 15, на 20 метров близко к технике, чтобы быть уверенным. Иногда даже вот широкие улицы, как ты сказал, Грозные, спланированные в советское время, там, тем более вот эти центральные улицы, они были очень широкие, до 100 метров и больше. Задача была сложная, но ее выполняли те люди, в которых, мне кажется, вот никакого обучения, никакой подготовки не было. Но я убедился на этих двух войнах, что все-таки генетический код в людях существует, есть. Вот генетическая память о минувших войнах, это Кавказская война, это войны против Деникина и все остальные, целая череда войн чеченцев, чеченского народа против российской агрессии. По крайней мере, я сужу по себе, во мне вот это была мотивация, что вот я потомок тех, кто когда-то также воевал с этой же страной, с этой же армией. И даже смотря на состав участников, Данилбек, той войны, вот ты назвал алханюртовцев, это село, которое всегда отличалось в предыдущих войнах и в войне против Деникина. Аргун, который тогда назывался Устар-Гордой, населенный пункт, который отличился, да, в боях против Деникинской армии. Чечен-Аул, это чеченское село, которое отличилось в боях против Деникинской армии. Урус-Мартан, Гойты, если это взять, как бы равнинные села, да, ну и там дальше по этой линии. Цацанюрт идет, Гилдеген, Курчело, это все активные участники еще того периода и периода Кавказской войны. Если взять там уже горные, предгорные районы, это перечислены тобой селения Веденского и Нажиртовского района. Это селение Гудермесского района Кадеюрт, который также был известен еще в 19-м, начале 20 века. То есть на самом деле те же люди, потомки тех же отъявленных, да, бойцов, которые отличились в предыдущих войнах, большинство самых отчаянных воинов, самые отчаянные отряды, которые отличились в войне и в первый штурм Грозного, и в последующем в ходе двух войн, и в ходе 2 лет Первой войны, и во Второй войне, это были на самом деле выходцы из тех же селений, которые отличились. Были другие селения, я не хочу их называть, чтобы не обижать, которые проявили себя с иной стороны. Да? И это, говорит, опять-таки меня утверждает во мнении, что вот эта генная память, она все-таки у людей есть, и она сильна. И люди с этой генной памятью не обязательно им быть подготовленным. Конечно, хорошо быть подготовленным воином. У нас не было таких возможностей ни во время Советского Союза, когда чеченцев, ты правильно отметил, не брали в какие-то элитные части советской армии. Зная наш народ, мы были всегда в черном списке.
И боялись, что знания, полученные в этих спецподразделениях, могут потом ну, как-то плохо отразиться на их власти. И они в этом оказались правы. То есть в таком... Они нас знают даже, Да, может власть быть, лучше нас. лучше нас знают, да. Поэтому они в этом были правы. Но даже без этих знаний, без этой подготовки, против подразделений, которые были так подготовлены, специальные, которые заточены на штурм отдельных подразделений, другие заточены на нанесение огневого поражения, другие там на другие задачи. Но люди, которые просто вышли с домов с подручными, я не знаю, с режущим оружием, или с топорами, или, я не знаю, с рубящим, и добывают в бою оружие, но эти же люди показали в себе отличные воинские качества, которые требовались от подразделений, специальных подразделений военных. И в начале, если было крушение вот этих подразделений, первые 3 дня, после уже был период вот в этих грозненских боях, когда были большие потери с чеченской стороны. Это не так, прогулка, русские там идут колонной, а вот я начал с того, что не было пехоты. Была пехота, было бы еще больше жертв у русских подразделений. Они были в броне и были больше защищены, и сжечь технику было трудно. Вот если бы параллельно этой технике, параллельно колонне по улицам шла бы живая сила в открытую, то этой силы положили бы еще вдвое больше. Чеченцы как раз жаждали таких боев, но не было этого. Они понимали это, поэтому это не была ошибка, что пустили технику без сопровождения, как они говорили, пеших подразделений. На самом деле это была мощная атака, спланированная, выверенная атака. Но она захлебнулась, и она обернулась не просто поражением, она обернулась паникой, она обернулась полнейшей деморализацией самого высшего военного руководства. Но мы же знаем, некоторые генералы даже, несмотря на все призывы тех, кто находились в центре Грозного и терпели как бы несли огромные потери, некоторые из них сейчас, я фамилию не помню этого генерала, он так и не выдвинулся. Он видит, что это гибельное место, он так и... вот это и есть деморализация, это и есть трусость, паника. Такие генералы тоже были. И тот же самый Рохлин отсиживался, и потом его назвали, чтобы трусом не назвать, сказали, что он меньше всего потери понес. Конечно, меньше понес, потому что он сидел закупорившись. Он сидел, да, в укрытом месте. А был генерал, который вообще не по плану, то есть по ихнему плану он должен был въехать. Его колонна так и не въехала в Грозный. Когда он увидел, что чем обернулся въезд вот этих первых колонн, 3 колонн, его колонна вообще, я сейчас не могу припомнить имя этого генерала, фамилию генерала. Но было еще направление со стороны Хасавюрта, там тоже они войска заходили. Я имею в виду не общую республику, а именно при атаке Грозного, новогодную ночь, он был должен въехать как бы в резервную колонну, но он так и не въехал, несмотря на то, что запрашивали помощь в районе железнодорожного вокзала. И еще хотел бы отметить насчет Джамаата Фатхи. Я хочу немножко дополнить, поправить, что да, они действовали так, как ты сказал, но именно в районе железнодорожного вокзала отличился Джамаат Фатхи, который сжег там огромное количество техники. И вот там известные бойцы этого Джамаата, которые погибли, они оттуда живыми уже не вышли. У них даже намерений не было оттуда выйти живыми. Я про них рассказывал в предыдущем эфире. Они сказали, что мы ляжем костьми в основу фундамента чеченской государственности. Вот эти ребята там погибли, и там шли очень сильные бои. Я сам учился перед войной в университете, у нас были разные корпуса. Вот эта площадь Шейха Мансура, бывшая площадь Ленина, где был вот этот дом пионеров, у которого шли сильные бои. И там стояло высокое здание. Его позже уже в наше время нам передали нашему университету в качестве 4-го корпуса для истфака, геофака. И с этой высотки российские танки, его очень сложно было забраться на верхушку, потому что оттуда как бы велось наблюдение за продвижениями. И забраться туда, это как бы смертником ты должен был быть. Постоянно туда летели снаряды и пули. И вот уже говоря об ответном огне, если тут, чтобы не сложилось впечатление, что чеченцы там дали шквальный огонь, а русские были такие беззащитные, как жаловался Рохлин.
Да, огонь чеченцев был массированный, концентрированный, и он отмечал, что за 10 лет войны в Афганистане такой скученного огня они ни в одном бою нигде не ощущали за 10 лет войны. Это было, но и ответный огонь был превосходящий сотни крат, да, превосходящий огонь был, и под этим огнем приходилось действовать чеченцам, не имея ни броневую защиту, ни бронетехники, ни средств доставки в пешем ходе. То есть, опять-таки, приходилось проявлять именно человеческие качества, проявлять мужество, да, приходилось в каждом действии чеченцам. После захвата Бароновского военной части, которая уже попала в руки российской части, там были огромные склады боеприпасов, вот о минометах, о которых ты говорил. Основные потери, основной как бы урон чеченцам был нанесен именно вот этим минометным огнем. От него не лечь, не то что стать, то есть от него скрыться никак. Обычно, когда летит еще артиллерийский снаряд, ты слышишь, минометный снаряд, он прилетает практически без... Ты его только после разрыва можешь слышать. Редко бывает, что ты можешь его услышать, его прилет. И это неожиданность, некоторые не успевали даже прилечь. Но если даже прилечь, ты, наверное, видел там на асфальтах, как будто кошка царапала вот эти следы от минометного огня. 120-й полковой миномет – это очень страшное оружие против живой силы. И действительно, основные потери чеченцев, основные как бы урон от российского огня был именно от минометного огня. Ну, плюс уже, когда начали применять последствия вот этой кассетные бомбы, которые сверху тоже вот так иголками осыпали, в этом случае, если лег, встал, там, то есть даже куда-то углубление лег, то есть никакого спасения от этих кассетных ударов с воздуха тоже не было. Это можно считать как бы второе вооружение, которое наносило наибольший урон нашей живой силе. У нас, кроме живой силы, никакой другой не было. Ну и третье... Практически это и международные конвенции были запрещенные они. Да, это было запрещенное. Для нас их не запрещал никто. Конвенция вооружения, которое применялось против нас, но применялось все, и применялись и ядовитые боеприпасы, которые при выстреле, то есть эта округа, она разносилась вот этим каким-то ядовитым веществом. У нас было очень много случаев, когда попадали в больницы бойцы, отравленные этими боеприпасами. Игольчатое вооружение, миномет. И третье по количеству наибольших жертв, это, на мой взгляд, субъективно, это был снайперский огонь. Очень активно действовали российские снайперы в черте города, и много жертв. Если, несмотря на шквальный огонь, у нас бойцы, им приходилось пробегать вот эти широкие бульвары, проспекты, улицы, приходилось доставлять вооружение, доставлять питание, выводить раненых, то они, вот этот риск все-таки, он где-то имел шансов 50 на 50. Но если где-то в районе засел снайпер, то шансы падали на 90 к 10. Очень много было жертв от снайперского огня. И мы много... Целое у них профессиональное подразделение там было снайперов. Они через рации друг другу передавали, где кто появился, и они цель друг другу передавали. Я слышал от наших братьев, где-то, говорит, несколько десятков. Даже называли до 100 человек, эти снайперы, они за это... Снайперов было в городе очень много. И, Данилбек, мы много говорили о боях в центре Грозного, потому что это были как бы, самые важные, ключевые. От них зависел сам характер дальнейшего как бы развития действий. Но также были очень ожесточенные бои в других районах города. Особенно нужно отметить Трампарк. Я во второй части уже обороны Грозного сам находился на Трампарке и видел то, что там происходит. Были и другие в микрорайоне, там продержались недолго, но край микрорайона удерживался еще очень долго, 2-3 недели удерживался. А в Трампарке у нас здание из рук в руки переходило по несколько раз. Там такой был поселок пятиэтажный, какой-то квартал был, да, на окраине между микрорайоном и Трампарком. Особенно за этот район очень шли ожесточенные бои, когда он переходил из рук в руки. Там есть видеосъемки со стороны российских военнослужащих. И, когда мы уже покидали этот район,
понимая, что его больше не удержать, я уже рассказывал это, еще раз повторю, что мы зашли в трамвайное депо. Это были длинные здания, куда загоняли трамвайные как бы вот эти вагоны, и там их или чинили, что, я не знаю. Но нас позвали туда, когда мы выходили, мы с собой несли несколько раненых на этих простыни, или, ну, такие одеяла, кажется, были, за края держали, и несли в них несколько наших раненых. Нам сказали, еще нужно вывести, когда мы выходили уже оттуда. Ну, это был уже февраль. Нам сказали, нужно вывести еще раненых. Мы зашли в депо, и я увидел в депо, тогда же вот эти добровольцы, которые шли в Грозный, они резали вот эти простыни на масхалаты белые, и все практически добровольцы это были в белых масхалатах, это война была зимой. И вот я видел, что вот этот перрон длинный такой, я не знаю, ну сколько он метров, 200 или 150 или еще больше. То есть вдоль этого перрона там лежали наши погибшие бойцы, и весь этот перрон был заполнен в ряд, в один ряд они, правда, лежали. Ну, если на метр там 1-2 погибшего, если можно положить, там было огромное количество наших погибших бойцов. И я помню, были тогда какие-то вот радио, да, у нас со связью было очень плохо. От того, что казалось, что Джамаат Шейх там где-то действует, это отсутствие именно связи. И многие действовали автономно, потому что не было радиосвязи. Телевидение уже вырубилось, и я помню, вот это, мне потом рассказывали сел, что они включали какие-то радиоприемники и сообщали именно о том, что в депо трамвайного парка лежат погибшие бойцы, чтобы приехали в Грозный с этих сел, там, с разных сел, они какие-то документы находили, что ли еще, или просто распознавали какие-то бойцы уже погибших, и давали сообщения через вот эту пиратскую радиосвязь, чтобы приходили и забрали тела погибших наших бойцов. Их там было очень много. Но для меня это был шок, потому что я в центре Грозного видел на части, как бы, после вот этих взрывов техники, обычно тела были очень изуродованы, российских солдат, разорванные на части. Чеченский боец, если даже погиб, его моментально вывозили как бы свои товарищи. А тут я в одном месте сконцентрированно увидел очень большое количество погибших наших бойцов. Ну, конечно, эта картина была не для слабонервных, так скажем, да. То есть вот эти моменты тоже нужно отметить, что бои были и в других частях Грозного, не только железнодорожный вокзал, президентский дворец, площадь Шейха Мансура, улица Первомайская. Я, кстати, в первую ночь вот этот штурм российских колонн встречал в районе Дома печати, и когда мы разбили как бы голову этой колонны, мы продвинулись вплоть до консервного завода по этой улице от Дома печати. Затем уже мы переместились на улицу Первомайскую, центр, и несколько раз, как я уже говорил, нас перекидывали там, где была необходимость. В общем, я думаю, если сегодня было бы еще побольше участников тех событий у нас в эфире, эфир получился бы еще интереснее. Джамбула Асланс бинбол قيق مش باتريت غاسقي جنرالش هردق العدا حارة الشيء جعليس جيتكش مروش لرق شدو بوشدل и هما دوزيتان. Ну да, сейчас Кавказ отметил, что много раз призывал начальник генерального штаба Аслан Масадов, призывал приостановить военные действия для того, чтобы российская страна имела возможность забрать своих погибших солдат. Я уже говорил, что они были в ужасном состоянии, сгоревшие трупы были, разорваны на части. Редко, вот то, что я наблюдал, редко можно было увидеть солдата, который просто погиб от пулевого ранения, но чтобы тело было в целостности. В основном или сгоревшее, или же разорвавшееся на части от взорвавшихся боеприпасов внутри техники. Это первые дни Грозного. Затем, конечно, были и другие ситуации. Но все это время Масадов призывал российскую сторону для того, чтобы приостановить на сутки, желательно на 2-3. Затем уже были призывы остановить там на несколько часов боевые действия, чтобы они сами забрали трупы своих солдат, которые разлагались, которых поедали собаки, одичавшие собаки и кошки. И ни разу российское военное руководство не откликнулось на этот призыв.
и не приостановила. Был приказ сверху, была как бы политическая воля с Кремля, что никаких приостановок военных действий не должно быть. И вот так они относились даже к своим погибшим солдатам. Я Чеченцы дополню по вывозили, этому у нас поводу. часто были, что чтобы достать труп одного погибшего чеченского бойца, погибали еще один-два чеченца. Обычно это его или одноклассники, или соседи, или родственники. Хотя им говорят, что это неблагоразумно, нужно подождать, пока как бы приостановится огонь. Под огнем доставали тела. Особенно это было ярко в первые дни боев в Грозном. Затем уже люди поняли несуразность вот этой традиции. А эта традиция очень древняя. У чеченцев в древние времена тоже было зазорно оставить труп погибшего товарища на поле боя. Под огнем его доставали. Вот это передана из устной традиции. Она еще была в сознании очень сильна. И часто бывало, что было очень много раненых и погибших для того, чтобы достать труп с поля боя именно во время боя. Можно было дождаться самого боя и потом спокойно его вывести. Но вот именно в районе президентского дворца во время перехода через мост было очень много погибших. И чтобы их достать, погибали и их как бы друзья, родственники и односельчане. А у русских трупы, они просто валялись, и это вообще как бы, смрад был в городе, да, и гуманное отношение нашего руководства, буквально вчера это еще люди одной страны, Советского Союза, сам Масрадов служил в советской армии, но он был шокирован, что вот какое отношение, можно сказать, вчерашних его коллег, военных, к своим солдатам. Трупы так и не забрали, пока чеченцы вынужденно не покинули эту часть города. Я хочу немного дополнить по этому поводу. В первые дни, когда штурм отбили, туда понаехали журналисты, депутаты всякие, которые раньше там бывали, еще второй раз приехали. Я помню, журналист один был, Данила Гальперович его звали. Он еще тогда начинающий был. И был депутат Госдумы. Помните, с крестом такой был один священник. Глеб Якунин, по-моему, его звали. И они были вот в этом президентском дворце, и они тоже, там, по-моему, Ковалев был, и не помню, Шабат был там или нет, по-моему, да, Шабат тоже был. Ну, там были так, достаточно этих. Там были Ковалев, там были российские пленные в самом этом подвале президентского дворца. Там Да, они за этим пленным приехали, они поэтому... И они даже обращались к этим своим военным через рации, давали им остановить их хоть на несколько часов, заберите свои трупы, их собаки, кошки едят. У них была такая надежда, что сейчас еще один штурм, и все закончится, и они все это скроют. И они, видимо, не хотели, чтобы, когда они везли бы их, вытаскивали бы, что те, которые должны идти в атаку, чтобы они не увидели эти потери. Они же им говорили, все нормально, нам-то сейчас вас забросим, и все. То, что передовые отряды были разорваны, уничтожены, сзади стоящие русские подразделения, они не знали, они не доводили до них это, скрывали. И именно поэтому тоже они не вывозили, но им было плевать на них, что там Маруся еще нарожает. Но потом они в какой-то период была остановка войны. Я не знаю, на сколько часов или на день это было, они какую-то часть они забрали. Но опять же не все равно они перестали, и они нарушили даже это перемирие, такое остановку войны, и опять бросили туда. У них, они что делают, когда к позициям, наши должны были к своим позициям, если сменяться, идти пешком, как-то перебегать, а у русских они загружали свое подразделение в эти БМП-2, и он на скорости вылетал к этим позициям своим, разворачивался, и из заднего люка они вываливались, буквально, говорит, выкатывались оттуда и забегали. Вот ты помнишь, возле Первомайска был такой полукругом здание университета, одно было, как оно, корпус, я не помню, кирпичное старое. Это нефтяной институт, полукругом стояло здание. Да, это нефтяной институт, корпус один какой-то был. Вот они туда заскакивали, потом через окна эти разбитые,
И таким макаром. И было ранее даже, когда тоже, говорит, Апти рассказывал, подъехал, говорит, БМП подъезжает, говорит, и оттуда один, говорит, их командир, наверное, он вытаскивает руки, говорит, и руками машет сюда, сюда, сюда. И кто там успевал перебежать, и кого они могли взять, кого эти наши пристрелять, и опять, говорит, уносился этот БМП обратно. Они пытались, конечно, и не сказать так, чтобы, что все они были абсолютно беспомощными. Это морская пехота была, десантные войска у них были. Они были сильно подготовлены, но несмотря ни на что, на какую бы они, какие бы у них регалии или страшные названия не были, они как-то не пугали наших бойцов. Ну, пока не убьют, буду стрелять. Вот так стояли и все, и не задавались вопросом, сколько, считать не собирались. Но сколько да будет, так будет. Как сейчас говорит этот Шамиль Басаев, он говорит, ну, они сюда, говорит, понатащили, говорит, 420 тысяч, говорит, ну, что, говорит, проще будет стрелять, куда не пострелишь, попадешь и убьешь побольше. Ну и что, говорит. Это у нас пословица есть, чем гуще трава, тем легче косить. Да. И вот как ты раньше отметил вначале, такое хладнокровное, мужественное обращение Джохара, этих командиров, это тоже очень сильно бодрило наших ополченцев и, как сказать, держало в тонусе. И еще же у нас есть, даже если человек испугался, он ни за что не покажет, что он испугался товарищу своему, потому что лучше ему умереть, чем он покажет, что он испугался. И это его тоже держит. По-чешски это называется ях. Да. Наверное, наши русскоязычные. Этот ях у нас решает очень много, решает и решало все время. Да. И вот помнишь, ты сейчас говорил насчет генетической передачи, как генов. Один шейх рассказывал, он говорит, мужество, говорит, оно передается генетически. Это, говорит, подтверждено, говорит, есть в исламе такое подтверждение. Говорит. И сколько ты смотришь, большинство, у кого отцы были мужественными, у них потомки из них тоже выходят мужественными. Например, урус-мартановские, эти, которые джамааты были, и в Первую Кавказскую войну это были в основном гендергеноевцы, и здесь тоже были гендергеноевцы. Да, потомки Аси Гендергеноевского, Мусы Аси Гендергеноевского, потомки Гехиса, Саадула Гехинского, потомки других, да, то есть не только их, но их не сельские, то есть если мы говорим о Саадуле, Саадула воевал не сам, это был отчаяннейший воин, с его села, с гехинцы с ними воевали, естественно, там у всех этих людей есть свое потомство, в них, естественно. Конечно, и родственники есть, и другие есть, там же не только они есть, и тех, которых мы сегодня не знаем имена, они тоже, они же не... пара десятков командиров было, с ними были еще сотни и тысячи других, которые также несли гены этих воинов. А русские в начале войны пропагандировали, что не, чеченцы воевать сейчас не будут, у них высокие стандарты, они привыкли к комфорту. Но даже те, которые жили при комфорте, приехали, например, урус-мартановские братья Такаевы, их 5 братьев было. Особенно они вот этот 6-й микрорайон с этой стороны, они эти напор держали. Они очень сильно дали им русским бой, большие потери русские понесли. Прямо на открытом пространстве, открытое поле было. Они где-то так, небольшие окопы были у них. Самый командир Апти, который сражался, вот, и он погиб в этих боях. Потом его братья второй взял. У него было, позывной у него был Апти или Апти-1, не помню, а Апти был по своему имени. Потом брат его взял, его позывной Апти-1 он сделал. У них 3 братьев погибло, насколько я помню. Да, в Грозинских боях у них 3 погибло. Ну, очень было много семей, в которых по несколько братьев погибло вот именно в Грозинских боях. Да, вот братья Арсамикова там сражались тоже. Я не помню, сколько их погибло, тоже в этих боях погибли. Брат Зелимхана Яндарбиева погиб также в Грозинских боях. И брат Яндарбиева погиб в здании Саумина. Да, риском. Нет, президентского дворца. Да. Вот это здание Саумина было очень ключевым, потому что оно стояло через площадь напротив президентского дворца. И за него очень сильно боролись российские войска. Там были спецподразделения.
точно была морская пехота, были другие подразделения, и они уже, когда обратно наши брали это здание, они заскочили в подвалы и не могли оттуда их выбить. И брат Зелимхана погиб, когда пошел за гранатами, чтобы оттуда эвакуировать. Во время штурма он ответным огнем российских солдат погиб. Ну, много было таких случаев, о которых можно просто Кстати, писать. в этом здании, это здание примыкало еще сзади к детскому миру. С детского мира начали эти позиции. Там как раз был Халимов Ислам с подразделениями хаттунинскими, и Тавзини, и алханютовскими. Вот эти ребята, они держали эту сторону, и Дом пионеров, потом обком, бывший старый обком, тоже музей. Кстати, там был тоже Такбир Айса, там был. На здании музея очень там, сильно тоже шли бои. Да, очень сильные бои там были. Вот именно на этой площади с ними ребята были из Ингушетии, джамаатовские. Был один парень наш, очень хороший брат был, Хаважи его звали. Он погиб там на площади. Они фактически, они не знали, где, что эти позиции заняли русские. Там назывался такой универмаг, Аракеловский магазин назывался. Они туда подошли, с одним еще он был и с кем-то, и они наткнулись прямо, оказалось это русские. И вот здесь перестрелки, они там погибли они. Даже бывали ситуации, когда кто имел там каску, форму, попадал в ту ситуацию, в то место, где русские сидели, и он говорит, я там сел, говорит, вместе с ними, типа как уже уставший или какой, и они не узнали, кто я. А потом, говорит, когда все это движение было, он выскочил оттуда и перебежал к своим нашим. Вот до того это близко было, так сказать, расстояние в 50 метров могло быть, как-то 20 метров могло быть иногда, 100 метров, 50 метров. Вот в этих таких расстояниях шли эти бои. До этого, до грузинских боев, таких, например, контактных, плотных боев и с такой продолжительностью их практически нигде не было такого. Что удивительно, почему-то именно солдаты флота, да, морские пехотинцы применялись на сложных участках. Я не знаю, в чем как бы суть этого явления. Я замечал, что и в Грозном, и после уже, когда мы отошли в горные районы, предгорных местах, почему-то вот на острие ударов всегда стояли подразделения там, флотов Дальневосточного, Балтийского, Северного. Не знаю, с чем это связано. Я, например, у нас подразделение несколько раз сталкивался. Уже в предгорной части я рассказывал и раньше, что у нас вот там стояли мотострелки против нас, но они шли вторым эшелоном, и первый штурм всегда осуществлялся вот этими бойцами. Я помню документы убитых солдат, это были с Калининградской области, Балтийский флот. Вот, наверное, хотели как-то психологически, морская пехота в то время в Советском Союзе, она считалась самой страшной, как эти морские котики, наверное, у американцев. Наши ребята, когда... американских фильмов, что ли? Да, наши ребята, когда вели бои в этом, возле магазина «Океан», они же перед кинотеатром «Космос», они там прорвались через мост и сзади хотели отрезать вот эту дорогу, проспект Ленина, по которому было все снабжение. И он говорит, наши ребята говорят, там БМП-1 шли, они с ними, и рядом пехота. Они, говорят, эти в черной форме, говорят, были они, морские пехотинцы, кто-то, говорит. Они, говорят, были выше этих БМП, говорят, они такой, говорят, огромного роста. Были, да, они высокие очень. И, говорит, ну, попадать мне было, говорит, проще намного, чем других. Но там они так и не прорвали эту ситуацию. Вот. Так что у них, да, как-то то, что ты говоришь насчет этого трампарка, там были очень тяжелые бои. Там очень много раз из одного в другое переходили. Картонажная фабрика, обувная фабрика, вот этот. Да. Здание РОВД, да, здание РОВД. У нас Аргунские и там с нами другие были, с Курчелой были ребята. Тот же аптек, о котором ты говорил. Здание было так Г-образное, старое здание швейной фабрики, новое и примыкающее здание РОВД. Вот у нас там 2 недели мы, по половине, одно крыло было
У русских второе крыло было у нас, но наше крыло было более современное, с такими для швей, да, это, ну, для тех, кто шьет, там были такие окна очень широкие, бетонные здания. А у русских было крыло старое, кирпичное, основательное, там и окна были поуже. Нам наше крыло было сложнее оборонять. Ну вот за это одно здание у нас там, в принципе, практически 2 недели шли бои. Да, они хотели через это направление, через мост на минутку выйти. Если они на минутку выходили, они практически полностью Они закрывали и отрезали. Поэтому это очень важный участок был. Его так они не смогли прорвать. Хорошо, теперь, может быть, уже вопросы и запустим других участников, кто хотел бы сказать. Мне кажется, мы достаточно раскрыли. Чересчур затягивать эфир тоже нет резона. Пускай уже модераторы решают. Если приглашения будут, мы примем. Тиран, Шумер, не хотите зайти? Тут один наш зритель, постоянно, можно сказать, у него была просьба рассказать про таких героев, как Кабош, да? Хас Мухаммад Хатур. А Кабош, мне несколько раз на кончике языка, я просто не хотел перебивать Данильбек. Микрофоны выключите, кто не разговаривает. Но это он стал известен всем благодаря тому, что он попал в кадр в этот момент. А тогда это никак сегодня не было возможности там снимать с дронов, не было не было телефонных камер. Видеокамеры — это очень редкое явление тогда было, японская техника. Ну вот он попал, но я хочу сказать, что да, Кабош проявил, да, вот, ну, эта картина, она как бы разошлась по миру, до сих пор она известна. Хочу просто отметить, что таких людей было, таких героев у нас было очень много, которые просто не попали на камеру. Да, Дейрал больше Мусор. Да. Ну, те, кто не знает, о чем речь, этот парень, который, я сейчас, потому что я там не был, я не помню, может, кто-то другой расскажет, Данильбек, который запрыгнул на броню БТРа, в открытый люк забросил гранату, и это было на ходу этой техники, она двигалась как бы не на большой скорости, и он задним сортом спрыгнул с техники после заброшенной гранаты, уничтожил экипажи этой бронетехники. Вот такие чудеса творили чеченские бойцы во время штурма Грозного. Были моменты, когда просто ребята 10-15 лет прямо во время движения российской бронетехники подкладывали противотанковые мины под гусеницы техники и забегали в подъезды, дома, и техника взрывалась на этих минах. Были самодельные вот эти коктейли Молотова, которыми тоже забрасывали. Ну, чем могли нанести урон, тем и наносили. Я хочу сказать один момент. Даже просто находиться в этом месте, вот в этом центре, когда отошли бои, это было, нужно было обладать достаточным мужеством, потому что когда мы были в этом подвале президентского дворца, его же все равно всегда обстреливали, даже если техника находилась там, где-то возле Первомайской улицы, они прямой наводкой могли попасть, и снаряд попал в угол этого здания, и он до того сильно затрясся, что думал, наверное, какую-то часть здания унесло это. Такое представление было. И Глеб Якунин так, у него глаза округлились, он подходит и говорит, вот насколько, говорит, прочно вот это потолок подвала, говорит, если бомба, говорит, попадет. Я говорю, а там я строителем учился, я знаю эти плиты. Эта плита называлась, по-моему, ПКЖ называется, она такая ребристая, она на изгиб, она прочная, но на пробивании там тонкий бетон. Она тонкая, да. Я говорю, эти плиты не выдержат, они, говорят, пройдет насквозь. Говорит, да, говорит, хорошо. Поэтому те ребята, которые даже
не спрыгивали с БТРов, как Кабош, немало мужества нужно было, чтобы заскочить в этот горящий БМП-2 Да. и вытащить оттуда боеприпас, пока он не загорелся, не взорвался, потому что техника была горящая. Ну, для определенной температуры должна была, чтобы он взорвался, боекомплект. И вот там было, несколько минут все это было. И ребята забегали, заскакивали в эту горящую технику и вытаскивали оттуда боеприпасы. Но еще, даже если заскочил, ты еще увидеть должен, где это лежит. Может, он справа, слева где-то валяется или что-то еще. Поэтому мужество, даже просто там находиться нужно было определенное. И кто-то как-то, какие сальто мог делать или что-то еще мог делать, опять же, не задумывался, сможет он или не сможет. Или это страшнее, это менее страшнее. Все было одинаково опасно и страшно. Поэтому то, что ребята там предпринимали, например, гранатометчик, который был с Веденского района, Адам его звали, Тунтуев Адам, он высокий такой парень был с нашего села. Он выходил напротив, из-за угла, они были в своих позициях. Когда бронетехника шла, он на звук определял, насколько где-то на метров 30 она подъехала. Он выходил прямо и со стойки запускал снаряд. Вот. И он говорил, нет, я, говорит, ни за что не буду ложиться или прятаться, или убегать. И он только спокойным шагом уходил обратно. Так он и погиб. Он тоже не собирался выживать или что-то. Я, говорит, и нигде перед русскими, говорит, не прогибался, не сгибался. Тем более сейчас не буду, говорит, когда у меня в руках оружие. Вот. Мужество просто, даже сейчас это, не то, что сейчас, в то время, когда ты все это видел, близко с ними находился, и когда куда-то в село попадал, на день-два выезжаешь, что-то делаешь, и тебя спрашивали, что там, и думаешь, я сейчас расскажу им, подумай, что человек врет, потому что это было, как сказка, или как, не знаю, как в кино это было. Когда человек не заботится о том, чтобы выжить, он может делать максимум, может выложить, максимум какой-то КПД сделать. А вот когда человек думает, я сейчас, если побегу, я сейчас погибну, нет, тогда все, это КПД падает. И этот момент люди, эти чеченские парни, они не для того, чтобы выжить туда пришли. Они, как и многие, как говорили, возьми, говорит, эти боеприпасы. Да зачем, говорит, все равно сейчас, говорит, часа 2-3 все равно убьют, говорит. Лучше у себя оставь. Я пока достреляю эти 2 рожка, меня все равно, наверное, убьют. Вот такое отношение, подход был. Выживать мало кто собирался. Были те, которые решили прийти на войну, потом увидели, что это очень страшно, и с окраин вернулись обратно. Такие тоже были, конечно, и немало их было. Были люди, да. Но мы говорим о тех, кто именно дали отпор в центре города российским войскам. Это были как раз-таки те люди, которые уже психологически были до войны. Они прошли сложный жизненный путь. Как ты говорил, они имели какие-то там, я не знаю, на разных уровнях, на разных ситуациях конфликты и были несгибаемы, да, в этих конфликтах против российской власти, или же каких-то отдельных, может быть, разборках. Где-то люди уже отсидели, где-то они в армии перед батальоном, да, российским, 1-2 чеченца, целый батальон не смог их сломить. Разные ситуации жизненные были этих людей, но именно эта категория людей, о которой мы говорим, они же не просто с неба упали, эти люди. Эти люди уже были с остальными характерами, уже сложившиеся люди. И вот они в основном и были на острие чеченского удара во время этого штурма. Данильбек, у нас гости есть, я не знаю, сейчас кто-то включал микрофон. حوشل وين شمير ودق يحاول دقدو شيء زام دقيو شيخ تعوز شمير حين دقدو وين دو زيتا مش راس كما حين خلدة شمير وقت قيش قوم ناخبو شمير ميكروفون حالتي لها ماكش قيم قصعوي خاطر دورش ويستلوش صعويقه
Принять очер шевевший запрос хаять вист лучше кучва. Так, нах гам госом куча, беш го, ну, шаш бистрил луш. Хам цебичлом, да, выдавам дать. Сам момент идти, ставить да. Яйца. Во время этого Грозинского еще боев, когда еще находились в президентском дворце, со стороны, сейчас я быстро закончу, со стороны вокзала была не застроена такая гостиница, то ли 10 этажей, то ли 12 этажей. И в эту гостиницу одно подразделение российское засело. Это, по-моему, было, говорили, что это подразделение ГРУ. И их очень тяжело было выбить, они не могли их выбить. И как раз туда с президентского дворца направились Шамиль Басаев со своей группой и Хамзат Гилаев. Аслан им поручил выбить их оттуда. И они начали зачищать. И с нижних этажов они начали их атаковать. Они начали подниматься. И они почти что на последний этаж они поднялись. И когда они уже видят, что деваться им некуда, они вызвали огонь на этот пятачок. И русские начали наносить минометные удары. И именно в этот момент, когда, я по рации слышал, как ангел один, Шамиль переговаривался с этой стороны, с той стороны, они друг другу переговаривались и зачищали их. Вот. И в один момент ангел не стал отзываться. Где-то минут 10 прошло, наверное, или как, он вызывал его, Шамиль. У Шамиля позывной был или Пантера, или Спартак, он менял, Пантера, по-моему, был тогда, Пантера 1. И взял помощник, рацию взял помощник Хамзата, и он сказал, Хамзата ранили, говорит. И взрыв этого минометного снаряда ударил его о стену. И в тот вечер у него обе ноги были перебиты, сломались. И фактически именно вот этот минометный обстрел не дал им полностью их уничтожить. Пришлось нашим ребятам отойти и вынести с этой позиции Гилаева. Я к чему говорю? Русские, у них была связь, у них была ситуация, у них была координация. То, что они сейчас говорят, не было. Это вранье. Все у них было, у них очень сильные подразделения были. Но несмотря ни на какие их сильные подразделения, наши ребята с ними воевали, справлялись и не давали им ходу. Теперь говорю. Шумер, халат ирмятсан, микрофон, мислитель Шумер. Ассаламу алейкум. Алейкум салам ва рахматуллах. Марша Дойл, сотажим полип шелш береглю шушуна са дырчу. С 31 по последний день я был в Грозном и все это помню, но ни разу не был в Рискоме, Саумине был. И выходил группой прикрытия, где нам предлагали сдаться. 6 человек раненых, 1 попадает в плен. Я командир той группы, который последний покинул центр Грозного. У нас позиции были в районе Минутки, то, что Джамбулат говорит, там бои, трампарки. Вы все своих раненых бойцов через нас провозили там. Стабильно мы это кольцо держали с 31-го. Как сегодня помню всех. Шумер, расскажи подробно, да, все, что ты можешь, полезно для... Сегодня у нас этот день, мы вспоминаем день штурма. Хаханёха, вистрелуха, дагдок, дейца. Расимат, ночимат, хаздуются дырасы, бадыгач. Нас слушают и не чеченцы, поэтому желательно на русском, если не можешь... Скажем так, я вас всех слушал. Вот именно вот этот Арсанов, как его фамилия, этот комендант у нас перед войной был. Арсунакаев, да. Арсунакаев, вот благодаря ему вот эти минометы, как снег на голову нам сыпались,
Да. каждую минуту, каждую секунду. И мы этого Арснукаева тогда проклинали, Динвац, Далгеш Дуэлцун. И это самое. После библиотеки Чехова, Салмина, после всего Рискому хорошо было, когда впереди этот океан, там все это, Салмин был, там тоже очень много наших веденских погибло. Северодвинск, кто только его не атаковал, это все я помню. И хваленное русское оружие от сырой штукатурки, естественно, 80% они с Салмини отказывали. И пулемет в первую очередь, потом и автоматы. Вот это большая проблема там была, кстати. И эти черти, вот эти так называемые морские пехотинцы и разные сброды этих бушлатов черных, надо им должное отдать, они свои трупы не оставляли. По крайней мере, они старались вытаскивать. Это самое, один из наших пацанов кричит: смотри, смотри, это что такое? Это не крыса, а там это кошку. Я первый раз кошку видел, эту морскую. Они хотели этих двоих зацепить, оказывается. Там сейчас брат его в Бельгии, он опыт имел еще с Абхазии. Ему 18 не было, он погиб, он как в кино. Он ногой открывал эти кабинеты в Салмине, когда это уже занято ими были, несколько этажей. Ну, кто был там, помните, это на первом они, на втором мы, на третьем они. Они с той стороны заходили, вот этот столичный магазин, и этот, вот с той стороны они заходили. Кстати, этот Бельгии еще, этот пацан, у которого братишка там погиб, он 80-ку строил, вывел со снайпера. Он эти, вот это стекло, как он, смотрящий, вот этот самый, он с базате разбил ему стекло. Но он больше не стрелял. Потом он гранаты, ногой дверь открывал и гранаты закидывал в комнаты, как будто кино идет. И один недобитый ублюдок там прямо в голову ему попал. И Масхадов его видел. Масхадов говорит: если вы Салмин оставите, то риском падет на второй же день. Там ситуация очень жесткая была. Но как могли его держали, но, честно сказать, и нелегко было под этим, как волны шли они, как волны они, как взятие Берлина, то же самое взятие Салмина было. А уже после всех вами сказанных этих боев, то что Трампарк, все вот это, что мы оставили, 2 часа дня, второй горбольницы, помните, там штаб у нас последний был, возле роддом там, по-моему, по 8 марта. 2 часа совещания в Грозный полностью оставляется, все уходят. Как он назывался, эта часть, где Шамиль был, 56-й участок или 12-й? 56-й участок, да, он оставался, да, когда все покинули Грозный, какой-то еще неделю, кажется, оставался там. Да, где-то день 10 где-то, ну так он остался, и сказали, нам дали команду. Масхадов там был, этот Хусейн, который в Вене, там адъютант его, он тогда был. И 2 часа ночью ваша группа, последняя группа прикрытия, в грузинском доме занимаете позицию. Вот этот длинный дом, вот с орбиты как шел, и на угол там впереди это подстанция была. Напротив кафе, помните, пленными, 3 семерки называлось. Вот как под туннель идти, вот как тут начало. Сайханов, Ленин, вот это кольцо. Вот там у нас позиция была. И мы до 12 подождали. Мы, главное, вышли оттуда по периметру, оборону взяли, так как уже конец января, холодно было, обратно зашли. В тот момент минометы, все, ничего не стреляло на улице вообще. И, хотя я военные книги читал, Джамбулат, и я сразу понял, что они наступают, если не стреляют. Да, когда Я говорю, это все, это уже продвижение. да, это передвижение. Я говорю ребятам, давайте. И сам мы среди нас достойный, он второй день как раз среди нас был, черный пояс по карате. И он говорит: ты командир, как ты можешь панику даваться, панике? Я говорю: ты командир
на ковре по Кюэкшинкаю. Я говорю, я командир здесь, я с первого дня, я знаю эту ситуацию, это не к добру. Я говорю, они, если не стреляют, они наступают со всех сторон. По всему периметру, я говорю, наступление идет. Он так засмеялся. Хорошо, сидим, и нам команду, полковник такой-то с вами говорит, Гараул, сдавайте свой блокированный со всех сторон. Сдавайтесь. Да, сдавайтесь. И Кертик Эрчербадагач. И среди нас был один ставропольский русский. Он с нашим в тюрьме где-то сидел. И мне пришла идея, хотя бы кто-то живых останется, сказать, как бы погибли. И я ему говорю, давай мы тебя чуть-чуть, Сань, побьем и завяжем. Скажешь, что ты у нас в заложниках был. Я не говорю, тут говорит он такое матерщинное слово на русском называет. Я этим никогда не был, говорит, и не буду. Где Амир, там я лягу, говорит, и остается. Они нас, там ТВ у них, журналисты, там у них много чего там было. Они действительно нас хотели принять. Мы со всех сторон были блокированы. Они обложили нас, там минимум 1000 человек было. И единственное, 8 марта, вот это направление, просто группа блокирования была. Оказывается, там человек 80 у них. Спецназ, который Эфиопия, Мозамбик, Афганистан, все прошел. Гарау, вот старики там были, 50 лет, 55, вот такие здоровые, как слоны. Пару под ногами остались они там. Поэтому я знаю их телосложение, какое было. И одним словом, переговоры у нас закончились тем, что они с 3-го этажа по нам, я первый раз в жизни увидел газ. Когда они поняли, что мы не выйдем, мы их зовем туда, в подвал. Они говорят, вы поднимайтесь. И они газ пустили, этот газ, как туман по ступенькам вниз шел. И тогда мы прямо снутри, в другую сторону, с гранатомета, в сторону минутку Рельсова, Ленина, Сайханова бьем, дверь выбиваем. И на кинжальный бой мы напролом пошли там. И эти оцепления кричат, перестаньте, не стреляйте, короче. С окон, со всех с окон, они с 9-го этажа, начиная по 3-й вниз. Со всех стволов они, эти, как они, гранатометы, шмели, все они бьют по нам и по своим оцеплениям. И вот такой в мясорубке мы вышли. Самый среди нас достойный, сильный. Он попал в плен, в таз с 2 патронами, пулями раненый. И 6 человек. И вот так мы пробились в 56-й участок. Мы были, которые последние оставили, и вот с таким почерком оставили вот этот центр, наш легендарный, грозный. И когда мы туда поднялись, там и Жахар, и Аслан, и этот, все там были. Все руководство наше, можно сказать, там было. И они попрощались. Шамиль говорит, я думал, говорит, вы все погибли. А мы, среди нас были и взрослые, мне тогда 25 лет было, среди нас были очень такие люди, 40, под 50. Они говорят, мы не для того вышли, чтобы погибать. Мы врага выгоним, тогда, говорит, и умрем. Вот. И смех, и грех, вот такое было. Дух дицен ринт и едол. Дересл шумер. Хаттарди, Дарас, можно я спрошу один вопрос? Да. Вот здесь, там на минутке попал в плен сведено Хамзат. Вот Хасанов Хамзат. Вот именно Хасанов Хамзат. Это... Родственник, вот. Я слышал, он раненый, его оставили, завалили кирпичами, потом его санитары, что ли, взяли или как, нет? Да, как это было? Мы даже не знали, что он там лежит. Вообще там никто не должен был живой выйти. Мы через кинжальный бой прошли. Кинжальный бой был году. Вот 2 метра в тебя стреляют. Когда идет перекрестный, плотный, близкий. Плотный, близкий огонь. И когда ты 12-13 пуль всаживаешь одного быка, вот это был кинжальный бой. Вот там мы и прошли.
А потом узнали мы, что среди нас двоих нету. Уже в части, вообще от контузии, от всего, короче, с ума сошедший, и он и сейчас живой. Вернулся один, он нам сказал, Хамзат, потом ребята пошли туда, но оно там все занято, это бесполезно было. Они его подобрали, как раз Мархан Бутбари, и в Моздок они отвезли его, так как он до развала СССР отправлял подготовленных спортсменов в морскую пехоту через ДОСААФ. Тогда существовало у нас такое. Там один подпол узнал его, это не такой человек, чтобы его вот так расстрелять. Это легенда карате, он сказал, как в то время Курбанова еще не было, скажем так, ну, был молодой. И они его не убили, а потом его ученики его оттуда и украли из госпиталя. Они выкупили его. Они вообще-то ему операцию сделали, и потом они его, говорит, пытали тоже. Другие что-то у него допрашивали. Ну, там было, да, в госпитале было такое. Я после этого уже 2000-х за это пострадал. Там, как его, где его оперировали, я знаю полностью. Йосун и схем. Ишь, талда, районе Мацунданой. Мичербара, Веденский район Ирвауй. Веденский уход не чурусу. Цейр уход не чур, гала айнус. Понятно. Например, Дересул, Денельбек, что مثلا Дересул, так вот, а я здесь чудерти инс, وين شساحت خانية شو دي على دوغنا عن خلوه خل بعديش لدوغ شتان دقنا بر أبوش نخل شو لا تيم شيء إنترسنت ولا بيحكنا الله يتصون ده ولا تأخذ شو حقي ده شو خلاح ذكر وقيق نير إنه وين نتسوي أنا يوشون خير كروك ده مو Бехмобила, и вайн ночи матах, вайн юрца курцы درس 2 минуты. И ламба дворе аржали ахват ебанок. Семья убегти гай. عيل ده عيلي بس عيلي ثاني وديتي الولشوري صنين مخشي والشوري ماما قالت محمد قال إذا برستو وديتي الورقي شيء بسيخ والش شا 25 техник юань бош аз бус карзгвал слам баде цангыл вари юша церхилла году цар 8 числа цангыл цер дин хаволи وإشت سيتواسي مونيسل ديبوچوا لامبا دوينشل ديا إذا بلال قي جورناليست ورقوا بلال بوش إيشي تيجي خي تعبينا يلهوينا إيش تيجي وخاتات цангыллар летний душевой та войка поселка дипочوا бисинон лет столовый чua через стенку раски тысячами раски больше. На 8-й день раз шук я дека крупский долж. Надел я, далдел глома ли сводил стакалгари. За 80 год надел я и нахчур арабо я дел пурбан хацаба албохо. И лазайн и Мухаммад от ахвидна велирхи. Кёрт хетвари. Вот 8 человек, они без еды, без воды, без ничего, через стенку аски большой нерхуш. От января батас. 31 на 1 по 8 января. Да, неделю. Да. А шумер, и أيل وري إذا قيل شو سيتوا هذا كتسا بدرو بن سخيان إيش إتس أزبوشن سحد تيجي دعبيوشن بلالي إذا أتبوش دعبيوش تيجي تيجي ديستوش لا تنطو بلال شين كاميرا يتور إذا أو بقى أرجع تور خزنيسن دكتور شوم شنيرسون شوم تيجي هذا غاس كيران ينشتدو يخ قيتون دقة توني وقن أيل حيت أتبوش تبيز بينك وش جاسون صون خوشن ده إيش دوي إيش دوي أسيت تا أول شو هما إنت محمد حاسة إيش باجين على الليرة نصونا توح إيش حبا ديول شنا ويك وبس يوك تا ملة هرا 1500. Основном аски больше бей и нахбар тига.
по этим трупам, войков, когда хандут вас депо. Каждый дар хиллер. С однокласснику, сейчас 1 числа, сейчас 6 ядол, шамиловал, хадол, чена. Он инзиш дагбор, бух крутой машин, герздет, бершбари, ёкчалар бяхнер. Сошат экача, именно командир уал шеша, юкар хавекин, ламбада, давига, عيلي دغدغ ديلخ صدع شش عبد تربانا وصيبا وش حدا كنا بريش دعور بوي ورشال إيش سان صند شين جنا وشا بوشلات إتس دالازت قبل ديلها لسن كنتي قمال ديت إتسك زاخشال Это последний человек, един гинвек дуй вой авой. А цултя идеки халах до хаддалах до эл и движение чена цара. Я не знаю, Мухаммадани, свиту к таможник, вон, цундамичариал и информации. Может, иштхалата мой, он сказал, идеки дагайн царял. Цар дагайн халата мой, ну, китин гин тагвац. Шинанох Австрии ядел шведский, лиршие как тверлвац бош. Ну, шинен догду издала. Ки игина тагвац султя. Ну, факт тига нахал она вой. И была ли и камер яри, и камер цар хайяни ария. Войга вообще съемки шьется и хур дырхтах. Все, что там горело, он снимал от бус. Билал, это харин съемкш, это сад, аяла тига, хакил съемкшма, тига хинс съемкш ситуация муер, тига едно съемкш дина хин съемкш сюр монтировать я юха дагайтур ост, хал вышките хай гайтур, цул халгат президентский дворец гайтур, но из я гайчал да, церш чуитин я гайр тигер передачк юх. 56 участка вышки хай цыга запускать уроз. Цыгара бомбштуан са масяхста гвинчана шабеш дабагарыш цыгар. Кыцаши оператор цыга волшол сеснар ворк фамилия цыгас чаван бойс. Сецен васарыш якуш дига волш шиваш варыш цыга болбеш вар. Херца съемкште гал чубаган за كوتشري هو على قوش دقا ديغا وقس تا إيش سجع بيصير تاريخ أباراتور запускать يشة كيمانش قوش مدولر تار سيجنال هم يلشنا تا تجيم بالوجي ير متك سا أيل متى كسي شو اللي شرارة دولس قواندا واحد يجرته يشكل يالس يوه دعشولي الخيط سجر كسي يزي خاكي سجر واحد وش إيش Ипал елбур, но все равно информация лучше хилжду, мах кабл нахана, хор дина хелк бин дабула, ала ишт хабар хулар нахана قليلش, جهر ودي جهر ويني قنيك خلي وش خلي, информация далуш вистхлеш хилчи, все уже стабильная ситуация, легче, что важно было бориться, мола диса наху бага, от еще был эмиш был отча. وتغيرت شو عبوال بيرسو وتحني إيبوخ شيء بوخ تو دقيتو بينجا بولنسي تو شيء قوش بيش بقبر تنا خما ناخ مخبوخ هذا ناحت أملاشة شيء خيل بزر ما خاد بورتسوما أسمع بلالير إيش يوم كشة كرتير إيش видимо действительно واجنا خير بوش دين كروان ولا عريت شامل заместитель выхуш гарвал вамори сарч о цунах рекламир расхш дин керца гашна сандел гитамс والله ورقونا تاع دي جيمش ديها والش وروني كل درس والله لازين تاع هو يا تشوين كل درسن قصحان كيو تاع يطون باش ليلر قصدو ديلا ورش وقونهم يعني شنو يرشا تاع والشنا شيكويات تاع شيكويات تو 26 عندك تقدر قيومات زغلش هس لا ده وين آمين ده أبوز عمل خير نشأ آمين عيال زي ويا سرتي تاع تسوق شدو ده خوي طبعا
Пойдем, Бог бы надал, нахан هو تغندوش تغشوم نخ بالا بو نداش تغندو خوشو أدم ديان بقلا ونوشي قوم أنا سيدولش يحيولش دينوش دويد عدم نش سجاها دقو ديك أنت دعاقل غن دا ديغل بولش ودا مقلح إتى بالقي حيق تبيش مارش بش حلقي لا دعوت تردو سوك أنترش دعديل شيء سينوش دا زيدو يترداس دا مقلح نعم إن شاء الله ديك دودا غير جوده Единственное, что хочу напомнить дату сегодняшнего дня. Только чеченцы вспоминают своих героев и, между прочим, и своих врагов. Жалко, что Алик не вывел свои войска. Только мы остались вспоминать эту собаку, а свои патриоты, своего, как бы сказать, вот этого русского фашизма, который они хотели продвинуть, они забыли про своих вот этих вассальных псов, которые пришли уничтожать нас. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Аллах дал шейду адуэл. Алейкум салам. Ахината вообще, когда вспоминает, ну, в начале войны она была такая больше, как сказать, эпическая, можно сказать, да, когда стороны старались показать какие-то, ну, особенно чеченская сторона, какие-то доблестные качества. А потом любая война, когда она затягивается, она переходит в какие-то крайние формы ожесточения. И я хотел еще отметить один момент. Много было тех, кто давали отклик, да, или оценивали вот эту первую войну, сравнивали ее с Второй Чеченской войной. И все они практически отмечали вот характер со стороны чеченцев, вот это характер героизма, благородства, что это были защитники, особенно правозащитники, которые были в президентском дворце. При этом говорили, что вот мы, ну даже сейчас в последнее время выходит эта переоценка событий после 30 лет вот этой войны. И опять слышу, что вот там все не было белым пушистым, там, что, мол, с чеченской стороны были какие-то уже последствия зверства. Но я на этот момент меня всегда это как бы задевает сильно. Не было бы никаких со стороны чеченцев подобного явления. Вот недавно, кого я слышал, сейчас я уже не помню, что... человек, кстати, мной очень уважаемый, написал очень двухтомник полезно, да, фамилию сейчас не вспомню, если посмотреть. Я с ним лично не знаком, но я знал его как автора вот этого сборника военных преступлений российской армии в Чечне. Сейчас он живет в Грузии, вы, скорее всего, вы это видели передачу. Он рассказывает, когда они приехали в Чечню, что он остановились чеченские военные, думал, что они везут хлеб чеченским бойцам на позицию. Оказалось, что они везут вот этот хлеб как бы в подвалы грозненских домов, и большинство населения было русским. И он тоже как бы это, ну не в укор ему, он как бы отмечает, что нет, он как бы не защищает чеченской стороны те перегибы, которые были на войне. Вот меня всегда это задевает, потому что, ну, не было бы никаких перегибов, если бы российская армия не оккупировала Чечню. Получается так, что российская армия у сильного всегда бессильно виноват, что им можно бомбить больницы, школы, захватывать заложников, устраивать на территории Чечни концентрационные лагеря, как они называли, фильтрационные, то есть они фильтруют, там, дудаются вот так называемых белых пушистых мирных чеченцев. Еще с Кавказской войны вот это идет пропагандистская, мирные и немирные чеченцы. Чеченцы, они все чеченцы. И вот после того, как чеченцы видят, что у них нет других средств ответить на зверство русских, они отвечают возможными методами. И то они всегда оставляли выбор для военного и политического руководства России. Вот вы убиваете наших мирных, у вас есть выбор остановить войну, и чтобы не пострадали ваши мирные. Они всегда выбирали гибель своих мирных людей для того, чтобы постараться уничтожить чеченский отряд, диверсионный отряд, находящийся на территории Российской Федерации. Джамбулат, можно еще дополню? Просто вы рассказывали, это очень хорошие исторические факты.
ничего против не имею. Но зрители, которые сейчас смотрят, думают, что вы были какие-то там такие накачанные пацаны, там крутые пацаны. Нет, вы были те же самыми маленькими юнцами, и вы тоже имели родителей. Просто здесь, наверное, и украинцы слушают. Когда вы кричите, что у нас семьи, у нас женщина, жена и дети, у нас сын уходил, разлучаясь с своей матерью. Как это легко или как это тяжело может понять мать и его юный сын 14-13 лет. Вот такими у нас уходили защищать. Вот такие, в основном, молодые, не подросшие именно на фильмах там Джеки Чана, Брус Ли или такие фильмы, как Рэмбо. Когда ваши дети смотрели Санта-Барбару, нам в действительности подсовывали политику, информационную войну, что мужчина должен быть мужчиной. Но когда ваши солдаты 18-летние пришли к этим пацанам, мы увидели ваши Санта-Барбара, что вы творите с людьми. Вы заживо их закапывали, сжигали их. Сжигали в подвалах женщин и детей. А вот именно что в Грозном, то, что происходило, это просто не просто так военные действия с профессионалами. Мы не были профессионалы. Нам тоже чуждо было эта война. Мы не были где-то выращены на войне. Федор Смолбо. ده هنسى دانيس تقدر وجي معه Да. إديت То, что вы рассказываете, сейчас люди смотрят на вас, думают, что вы такими же внешностями были такие профессиональные люди. Нет, не были. Когда приносили гранатомет, даже никто не умел пользоваться среди молодежи. Но зато умели быть верными друг другу. Не были опытных спецов, у нас не было. Молодежь готова была, дети уходили воевать. И все это прошло. Я сделаю так, но Я говорю, Адик, Адик Дале Машаль. По обыкновению благодарю всех участников, благодарю модераторов, благодарю всех, кто слушал, смотрел нас. И до следующей встречи. Да, я Берт Киёль. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Wa alaikum assalam.